Я не могу. Нет, 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 нет. Ладно, ну нужно же подтверждение, что я здесь была. Да, все, спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, мы начинаем. У нас один доклад остался со вчерашнего дня, но все-таки я хотела бы спросить сначала по поводу доклада Александра Андреевича Лобова. Есть ли вопросы? Пожалуйста, проходите скорее. Хотелось бы сегодняшний день не выходить из регламента. Мы очень постараемся. У нас для этого есть инструмент. Так, вы еще не видели? Уважаемые коллеги, да. Пожалуйста, мы начинаем. У нас один доклад остался. Я, наверное, только хотела бы одну реплику сказать по поводу того, что вы начали с того, что да, маленькие библиотеки, большие, немножко разные. Проблемы – это да. Ну, знаете, вот если грамотно поставленная работа, она как схема, она работает в любом случае. В этом смысле мы очень постараемся. У нас для этого есть инструмент. Так. Аналогичная ситуация, между прочим. Деньги спонсорские. Я, наверное, только хотела бы одну. Как это не понять? Вообще, по поводу того, что вы начали. Не знаю, мне кажется, ситуации те же самые. Ну, это да, это другое дело. Спасибо. Так, приглашаем. Елена Вадимовна Яновская, научный сотрудник отдела краеведения Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Некрасова. Издание Ярославского календаря «Опыт и перспективы развития». Пожалуйста. Доброе утро. Я бы хотела сказать несколько таких вступительных слов. Я написала академический текст, если его опубликуют вдруг, да. Но учитывая, что мы работаем в режиме семинара, я бы хотела, наверное, сегодня не читать этот текст, а поставить эти проблемы, которые, вот, ну, скажем так, выявила Ярославская библиотека, потому что я посмотрела материалы по календарям областей и субъектов Российской Федерации. Я думаю, что в какой-то степени эти проблемы будут носить универсальный характер. Поэтому сам текст читать не буду, а, наверное, буквально несколько таких вводных слов и перейду к проблемам. Мы все знаем, что как информационно-справочное издание календари начали выходить на территории Российской Федерации с начала 60-х годов. И Ярославская библиотека не являлась исключением. Единственное, вчера, послушав доклад представителей Красноярской библиотеки, я могу сказать, что у нас есть некоторые особенности. То есть мы выявили периодичность. И это одна, наверное, такая вопрос рефлексии, да, что мы анализируем, в какие годы, как у нас выходили календари. А вторая особенность, которая у нас сейчас существует в календарях, если раньше мы действительно обращались к специалистам, краеведам, историкам, скажем, академическим ученым, проживающих на территории Ярославской области, то с 2012 года мы отказались от этой идеи. Мы пишем статьи сами. У нас в 2012 году было принято, на мой взгляд, спорное решение. Сейчас объясню, почему, на мой взгляд. А решение было таково. Ушли от пятилетнего шага, и статьи, которые включались в Ярославский календарь, имели только даты с 25-летним шагом. Это было обосновано тем, что статьи носили развернутый характер, была дана большая библиография, достаточно большая, до 5000 знаков статью печатали. Это было несколько лет, и вот в то время директор Ярославской областной библиотеки Дмитрий Федорович Полознев обратился к Надежде Михайловне. Она написала, на мой взгляд, очень
хорошую рецензию, потому что, не знаю еще, когда я пришла работать в библиотеку, не прочитав еще вашу рецензию, я тоже практически задавала, ну, если не все, то некоторые вопросы из них. И самый большой у меня вопрос был, на который я не могла получить внятного ответа ни от дирекции, ни от сотрудников, почему 25? Почему не 5, не 10, не 25? Да? То есть внятного ответа я не получила. И я могу сказать, что если мы говорим о хронологии, то в этом году мы отступили, да, мы вернулись, скажем, к предыдущей структуре календаря. Первоначально у нас идет хронологическое перечисление событий с 5-летним шагом, а дальше мы пишем большие статьи по 25. И вот когда я, значит, 3 года я уже, значит, еще одно такое вводное замечание. 3 года назад меня библиотека пригласила работать редактором именно этого издания. В основном я, скажем так, выполняю научную редактуру и координирую работу. Ну, понятно, что вчера уже возникали вопросы. Помимо научной редактуры мне приходится делать еще и редакторскую работу. Я имею некоторое образование. Придя, значит, работать в библиотеку, я стала задавать очень много вопросов по Ярославскому календарю. Почему? Потому что я несколько десятилетий была именно потребителем этого издания. Я работала в музее, и этот Ярославский календарь для нас, ну, если был не настольной книгой, то тем изданием, которое очень часто помогало в планировании деятельности музеев. Понятно, и может быть это взгляд неофита, да, что я вот только 3 года занимаюсь этим, да, но мне кажется, это сочетание того, что я смотрела на эту проблему снаружи, а теперь я нахожусь внутри этой проблемы, дает мне право говорить о каких-то, на мой взгляд, универсальных проблемах, которые стоят перед этим изданием. Я сейчас не буду отвлекать ваше внимание, но я хочу тоже как предварительно сказать, что, готовясь к этому докладу, я просмотрела в интернете на официальных сайтах библиотеки все доступные материалы. Их можно разделить на 2 большие группы. Это методические рекомендации по подготовке календарей и сами календари. И вот, на мой взгляд, значит, какие я вижу проблемы при создании этих календарей. Во всяком случае, не буду замахиваться на российский масштаб Ярославского календаря. Итак, сначала о методических рекомендациях. На мой взгляд, все методические рекомендации прописывают механизм работы с той или иной степенью подробности. Да? Этапы работы, коллектив работы, с чем работаем. Когда я начала работать над календарем, у меня всегда возникал вопрос, да, содержательного. То есть я хотела в методических рекомендациях увидеть какие-то, скажем, обоснования по содержанию календаря. Значит, прежде чем перейти к содержанию, я бы хотела вот еще что сказать, что очень часто мы пишем в методических рекомендациях об источниках. При этом мы упоминаем уже, да, в методических рекомендациях наличие 2 видов источников. То есть это, скажем так, источники на бумажном носителе и электронные. И дальше в методических рекомендациях по привычке прописывается работа, методика работы только с бумажными источниками. Критика электронных источников практически не дается. Да, то есть мы только упоминаем, мы в данном случае, как мне кажется, мы идем вслед за тем, что существует. Почему на это обращаю внимание? Потому что в опыте моей работы были некоторые проблемы, о которых я скажу. Дальше. Значит, когда я пришла работать, мы давали только библиографические списки литературы. С большим трудом, с боем, могу сказать, но я настояла на том, что помимо списков литературы мы даем сейчас еще список источников, опубликованных и неопубликованных, и список сочинений, если это касается персоны. Почему? Опять же, можно много говорить, но в данном случае, вот как я вижу это издание, это информационно-справочное издание.
по тому или иному событию, по или иной персоне, мы с вами можем иметь собственное мнение, но мы не должны его навязывать нашим читателям. То есть мы должны сообщать факт, а формировать собственное представление о событии, о человеке должен читатель. Для того, чтобы оно было правильно сформировано, мы должны дать ему максимально возможный круг источников. Да? Литература – это, как правило, интерпретация события. А вот источники, сочинения и архивные опубликованные документы, или архивные или опубликованные документы, да, человек читает, он может прочитать и увидеть не то, что нам надо, но он прочитал сам. Да? То есть вот это, на мой взгляд, очень важно. Поэтому вот с 2018 года у нас есть раздел «Источники, сочинения и литература». То есть, на мой взгляд, мы вот немножко отличаемся от большинства календарей, которые я видела. Не буду говорить про все. Следующее. Значит, вот это уже содержательное. То есть у меня возникли этого, если были вот до этого формальные, то здесь у меня уже дальше содержательная проблема. Я всегда, когда я вот 3 года, значит, читала эти даты, смотрела, говорила, меня интересовал вопрос градации событий. Градации событий. Да, если мы возьмем календари, то у нас вот, ну, то, что я смотрела, да, есть события международного характера, российского характера, местного события. В данном случае международного и российского как бы убираю в сторону, говорю о событиях местного характера. Да. Есть события местного характера, которые значимы для региона. При этом, учитывая современные вызовы, прежде всего вот смену идеологии, сейчас вы поймете, о чем я говорю, да, происходит смена акцентов, смена интерпретаций. Чтобы вам было понятно, Ярославская область известна своей мятежностью с 1918 года. И долгое советское время все историки, все исследователи, краеведы считали, что в 18 году на территории Ярославской области прошел мятеж, белогвардейский мятеж. В 90-х годах стала формироваться новая точка зрения. Выпущен огромный комплекс документов. Это фонд Александра Яковлева способствовал этому, он тоже ярославец, да? Которая сменила интерпретацию этого события и говорит, что это было Ярославское восстание. Ярославцы восставали против несправедливости. Что мы имеем на сегодняшний момент? Первое. 2 точки зрения на одно событие. Второе. Немаловажное. Представители и той, и другой точки зрения живы и бодрствуют, и вполне еще вменяемые на территории Ярославской области. Встает вопрос, как мы должны осветить это событие. Что я получаю по факту? Один из сотрудников, которому досталась эта тема, переписывает вступительную статью последнего издания, где это трактуется как Ярославское восстание, и дает это мне. Ну, я как научный редактор сказала, это не пойдет ни в коем случае. Да, то есть если даже я как человек, как историк имею определенную позицию, в данном издании я не имею права ее выразить. Я могу в частной беседе выразить, я могу в обсуждении это сказать. Да? Ну, могу сказать, если интересно, пошли по пути такому. Дали фактологию событий, а в конце статьи написали, что существует 2 точки зрения, такая и такая. В списке литературы представили и то, и другое. Но поверьте, вот это было с большим трудом сделано. Да? То есть вот в данном случае проблема в чем? Меняется интерпретация. Я считаю, что мы в данном случае должны чуть-чуть вперед идти, когда вот такие ситуации. Следующее. В каждой области есть титульные, ну, в кавычках в данном случае, титульные персоны. Опять же, не буду замахиваться на все. Я думаю, что всем известно, если я назову 2 титульные персоны Ярославской области, вы скажете, что знаете. Николай Алексеевич Некрасов и Валентина Терешкова. Да? Ну, Валентина Владимировна пока жива, дай бог ей здоровья, будем говорить о Некрасове. Вот когда в 2017 году вышел календарь
Ярославский, моему возмущению не было предела, потому что в этом календаре не было статьи о Николае Алексеевиче Некрасове. Аргумент библиотеки был следующий: 25 шаг, а ему было 195. Я доказывала, вы понимаете, что это тот человек, который должен быть в вашем календаре. Когда я убедила, что это титульная персона, да, у меня возник вопрос, да, и я как-то его тоже задала. Каждые 5 лет переписывать? Родился, женился, написал? Неинтересно. Да? И тогда, вот, на мой взгляд, это тоже методическая проблема. Да? То есть есть титульные персоны, что о них писать? Я в качестве альтернативы предложила, например, если мы выделим такие титульные персоны, да, наверняка, скажем, условно говоря, у каждой персоны есть какие-то достижения в плане исследования. Да? Вот за последние 5 лет ярославцы впервые издали репринт Грешневской тетради Некрасова. Почему бы в эту дату, да, не написать как связь Некрасова с Ярославским краем и проявление памяти ярославцев о Некрасове, описать это событие, но под юбилейной датой Николая Алексеевича Некрасова. Да? То есть искать темы. Поэтому, условно говоря, вот такой набор тем, да, он тоже методически должен прорабатываться. Аспекты темы, я бы сказала так. Дальше. Еще одна проблема. Эта проблема, на мой взгляд, в какой-то степени носит анекдотический характер. Я бы ее сформулировала так. Носит анекдотический характер, да, ситуация была анекдотическая, почему возникла эта проблема. Опять же, глубина проработки местной истории. Чтобы не быть голословной, я вам сейчас, приведу пример. Очередной год и статья о юбилее, подчеркиваю, одноклассное земское училище, земское уездное училище. Я читаю эту статью. Все чудесно. Говорю, почему она? Почему это училище? Мне говорят, а вот где-то там в газете было напечатано. Я беру справочник земства за этот год, статистический справочник земства, открываю, и в этом уезде было 32 таких училища. У меня вопрос, про все 32 пишем? Или в этом же уезде есть единственное двухклассное училище? Или двухклассное пишем, а одноклассное, да? То есть вопрос, если мы говорим об особенностях региона, о проявлении каких-то общероссийских явлений на территории, да, по идее мы должны все 32 отметить. Если у нас сейчас есть возможность развивать и говорить, показывать в календарях особенность региона, должно быть 32. На что мне говорят? Тоже вот в чем анекдот, да, то есть я справочник, первая часть анекдота открыла, а второй мне говорит, а в газете про это не написали, про остальные 31. И здесь возникает еще одна проблема, которая дана совершенно современно, да. Что является сейчас для нас источником для пополнения базы данных? При этом, опять же, лукавство наших сотрудников. Значит, все, заканчиваю. Когда нам надо списать статью из интернета, мы ее списываем. А когда я говорю, что интернет-издание Ярославской области писало об открытии стеллы, посвященной 100-летию комсомола, опять же, за скобками мое отношение к этому событию, мне говорят, в газете об этом не было написано. То есть следующая проблема – это источники пополнения базы данных. Вот мне кажется, эти проблемы, они носят глубокий методический характер. И когда мы теперь знаем, как писать календари, мы должны, наверное, задуматься о том, что в них писать в современных условиях. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Можно я сразу? Накипела. Значит, я думаю, что ключевое слово, да, вот, которое важно, чтобы понимать, когда календарь, да, календарь – это не результат, это путь. Календарь – это путь. И если вы сразу не задали цель движения календаря, к чему он идет, то вы ничего с ним не сделаете. У вас вопросы будут каждые 5 минут, неразрешимые. Календарь имеет смысл только в том случае, если он приведет, например, к энциклопедии, да?
И как только вы ставите эту задачу, у вас снимается 100-500 вопросов. Вы понимаете, куда вы работаете календарем. Вы никогда не сделаете ошибки, за которую вот я тогда, в общем, не знаю, чего сказала, да, про 25 лет. Формальных критериев быть не может. Вы смотрите по обеспеченности темы. И если шаг в 5 лет, а он хорош, потому что он руки развязывает, да, он не такой формальный, и если за 5 лет чего-то такое появилось, новая позиция, да, вы берете, потому что это у вас изменит будущую статью в энциклопедии. А если нет, то самый титульный человек отдыхает до следующего события, а не до следующего пятилетия, да? Если вы понимаете, что вы делаете, скажем, для будущей энциклопедии, то вы берете себе, пишете проспект этой энциклопедии, неважно, через сколько лет она будет, да? И вы работаете по его критериям, да? Вы сделали, и вы понимаете, какие у вас будут критерии отбора. И, кстати говоря, тогда не возникнет вопроса о том, нужно ли брать источники, потому что статья в любой энциклопедии 3 вида библиографии, 3 вида ссылок содержит, да? Классика, прекрасно, здорово, да, источники, литература и вот это, да? Вот. И тогда очень многие вопросы решаются. Не обязательно цель может быть энциклопедическая, хотя я думаю, что для большинства из вас, в том числе дорогие коллеги из районов, районные энциклопедии в рост пошли правильно, это для вас тоже, да, календарь хорошая штука. Вот может быть другая. Вот челябинцы делают не энциклопедическую задачу решают, а очерковую, просветительскую. То же самое. Вы видите конечную цель, и дальше вы шагами к ней идете. Категорически никакого формального подхода. 25 – это крутая ошибка, и к ней просто нельзя возвращаться. Опять-таки, я против того, чтобы заниматься титульными персонами. Если Некрасов облизан со всех сторон, то персону, связанную с Некрасовым, которая высветляет круг вокруг него, но добавляет еще человека, еще место, можно, а сам Некрасов пусть полежит тихонечко, да, до каких-нибудь следующих времен. Глубина проработки местной истории. Я думаю, что максимальная, на которую вы способны. Разумеется, аргумент в пользу того, что да нет, про это нет в газете, не работает. Любая, поскольку у нас опять-таки видна дальняя цель, да, мы считаем, что мы пишем энциклопедическую статью вот туда, это повод поднять источники. Не забрать из базы, а поднять источники и туда положить. Еще две небольшие вещи. Отбор по критериям. Да? Что я бы, например, брала? Ну, во-первых, существуют, как вы знаете, те, кто на наши семинары ездил, так называемые магаданские критерии, критерии отбора документов и сетевых, и печатных. Нужно будет, прокомментирую подробнее. Они есть, они опубликованы в руководстве по краеведческой деятельности, подробные комментарии можем дать. Второе. Мне кажется очень важным, когда вы решаете брать, не брать сетевой продукт, вспомнить, что у нас сейчас есть новая, задумана, по крайней мере, новая важная штука, которая называется электронный краеведческий архив. Немножко опасно давать ссылки на летучие материалы, которые завтра исчезнут. А вот если вы нашли хороший материал, положили его себе, скопировали в электронный краеведческий архив, прикололи эту бабочку себе, да, она не улетит. Чтобы вы могли любому человеку, который спросит, откуда вы это взяли, предъявить не только ссылку, которая, может быть, сдохла уже, да, а что-то реальное, вот это yes, да? Поэтому вот эти два. И еще одна вещь. По совсем свежей информации будет создаваться, начинается работа над ГОСТом на ссылку на сетевые ресурсы. Вот. Начинается, формируется рабочая группа, которую нас с Маргаритой Бедросовной позвали. Вот. А мы будем питаться, как настоящие энергетические вампиры, мы будем питаться вашими головами, вашими предложениями, вашими замечаниями. Давайте я замолчу уже. А кто-нибудь еще что-нибудь скажет? У меня вопрос по календарям, просто не касающийся даже выступления. У нас первая часть осталась как обычно. Это просто идут даты по месяцам, по всему году. А вторую часть решили переделать, потому что вот тут тоже столкнулись с тем, что вроде как постоянно одно и то же. Вот там повторяется, тут повторяется. От большей части статьи в результате мы просто отказались. Мы стали брать только то, чего у нас не было раньше, и в остальных просто пополняем библиографию. Проверяем, дополняем, выкидываем то, что уже
не работает и все. Но вторую часть календаря мы решили для удобства своих районов, пользователей. Мы в первую очередь работаем на районы, музеи и библиотеки, естественно. Мы решили сделать ее тематической. То есть там идет разбивка по темам. У нас идет, ну, просто приведу несколько, допустим, архитектура, культура, образование, наука, административно-территориальное отделение, там еще, ну, естественно, первый вообще большой раздел Великая Отечественная война. Вот. И там уже внутри разбивка идет по датам. То есть внутри темы идет хронология. Народ, который этим пользовался, сказал, что удобно, потому что когда составляются тематические планы на год, это действительно очень удобно. Не надо ничего искать, там уже в теме подобраны даты. Ну вот я хотела спросить, можно вообще так делать или нельзя? Это вопрос к кому? Ко мне? Ну, если вы спрашиваете мое мнение, то я считаю, что тематический принцип для пользователя библиотекарям удобна хронология. Тут учитывая, что есть база данных, да, поэтому выгружаешь и все. Для меня, как пользователя, за тематический принцип. То есть вот меня интересует тематика, меня интересуют персоны. Вот. Если этот вопрос мне, то я... Да, она слепая, дамы, понимаете? Вот я столько смотрела словарей, вот правильно вчера сказали, да, что содержание должно быть в начале. Она слепая. Вот почему я еще так вот, что называется, накипела, когда я начала работать этим редактором календаря, я воспользовалась своими старыми связями, то есть брала печатный вариант, при том, что я сейчас целенаправленно, потому что, мне кажется, у нас есть проблемы и по электронной базе, электронную базу отодвигаю в сторону. Я брала этот календарь и шла к тем людям, кому он нужен. Учреждения культуры, библиотеки, радио, телевидение. И то, в каком виде. Вот это 5-летнее, мне сразу сказали, мы что, это листать будем? На нашем радио. То есть еще надо думать о том, да, на научно-справочном аппарате. У нас сейчас есть 3 вида указателей к этому словарю. Да? Вот. Но опять же, мы говорим о падении уровня профессионализма. И он везде. И иногда вот это не утрирование, а иногда понятие «указатель», оно не действует на читателя. То есть тут вот все взаимосвязано. Либо где найти эту золотую середину? Либо им все разжевывать, что Петр Петрович на такой странице, а читать надо о нем то-то. Либо говорить, что человек, ты должен взять в книге, ты должен иметь определенный уровень культуры. И знать, что такое указатели, и что такое тематический принцип, что такое хронологический принцип. То есть, издавая календари, мне кажется, это сверхзадача, я, например, ее себе не ставлю, да, мы должны глубоко задумываться о потребителях этой продукции. Глубоко задумываться, то есть очень целенаправленно. А у меня вот возник вопрос, и частично на него уже прозвучал ответ. Кто читает календари, вот кроме библиотекарей, которые составляют телевидение, я услышала, организации, которым нужно определять юбилей. А можете ли вы сказать, вот из обычных читателей, вот приходящих в зал, кто, и если это возможно, какую оценку они дают календарям? С какой целью обращаются к ним? Говорит мой директор, только не сжигай сразу все, когда я пришла работать. У меня есть в планах провести, скажем, если не анкетирование, то хотя бы анализ, да, потребностей календаря, но пока я не чувствую своих сил еще в этом. Надо решить внутренние проблемы. Я могу вам сказать, что я сейчас тоже задавала вопрос о тиражах. Да? У нас целенаправленно печатная версия, условно говоря, носит служебный характер. То есть мы печатаем около 200 экземпляров целенаправленно, раздавая это муниципальным библиотекам и учреждениям культуры, как подчинение субъекта федерации, так и федеральным. То есть в продаже остается от силы 20-30 экземпляров в свободной продаже. Вот. Но дело в том, что почему мы вернулись на 25, да, то есть отзывы такие, они фрагментарные, не было систематического сбора. То есть фрагментарные отзывы пользователей говорят, что 25 все-таки не работает. Вот. Но планируем изучить, для кого и как вообще это все воспринимается.
Спасибо. Будет очень интересно узнать о результатах исследования. Но мы переходим к следующей теме. Это электронные краеведческие ресурсы и продукты. И я приглашаю Галину Сергеевну Тарасову, главного хранителя фондов Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени Ленина, с докладом «Электронные краеведческие ресурсы в системе фондов Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки». Доброе утро, уважаемые коллеги. Мое выступление посвящено вопросам формирования электронных краеведческих ресурсов. В 2014 году в системе фондов Нижегородской областной библиотеки во всей документации официально был выделен фонд сетевых локальных документов, который образует электронную библиотеку. Данная позиция у нас закреплена в тематико-типологическом профиле комплектования, в положении о системе фондов, в положении об электронной библиотеке. Процесс создания электронной библиотеки начался в 2002 году. Первоочередным приоритетом при отборе документов для оцифровки пользуются районные и малотиражные газеты, книги, изданные в конце XVIII – начала XX века, издания советского периода до 1947 года историко-краеведческой тематики, представляющие интерес для местного сообщества, а также произведения местных авторов при условии заключения договора. Фонд оцифрованных изданий сегодня составная часть фонда нашей библиотеки. Он выполняет следующие функции. Это повышение качества обслуживания пользователей, оперативного доступа пользователей к информационным ресурсам, обеспечение сохранности бумажных оригиналов, восстановление оригинала в случае его повреждения или утраты. Процесс формирования фонда сетевых локальных документов с технической точки зрения можно разделить на два периода. Это период с 2002 года по 2014, когда фонды создавались на обычной фотокамере, и период с 2015 года, когда стало использоваться планетарное оборудование. Первые электронные коллекции нашей библиотеки, которые отражены в путеводителе Российской национальной библиотеки, это коллекция произведений Александра Серафимовича Гацицкого, известного нижегородского литератора, историка, этнографа и статистика. Ее объем более 6000 листов в 47 названиях. И коллекция Павла Ивановича Мельникова-Печерского, в части, относящейся к расколу, к истории раскола Русской Православной Церкви и старообрядчества. Выбор этой коллекции не случайен. Наша библиотека Мельникова-Печерского – одно из самых крупных и ценных собраний нашей библиотеки. Мельников-Печерский – это коренной нижегородец, известный писатель, автор романов, посвященных старообрядчеству. Он собрал значительную личную библиотеку, которая в 1897 году сыном писателя была передана городской общественной библиотеке, предшественницей которой мы являемся. К началу 2015 года в нашей библиотеке накопился большой объем собственных электронных документов, которые нуждались в эффективном управлении и грамотной организации их использования. В этом же году при отделе автоматизации был создан сектор по организации электронной библиотеки, приобретено планетарное оборудование, которое позволило оцифровывать наши документы согласно техническим требованиям Министерства культуры Российской Федерации. Фонды электронной библиотеки сейчас формируются централизованно сектором по организации электронной библиотеки, который в этом году у нас стал отделом. При участии, конечно же, отдела фондодержателей в координации с отделом научной обработки документов и в координации с комиссией по оцифровке. Основными способами комплектования фонда сетевых локальных документов является сканирование, получение электронных документов от авторов-издателей и
правомерные заимствования ресурсов интернета. Формирование коллекции осуществляется по видам документов, историческим событиям, персонам. За основу тематики коллекции берутся исторические и юбилейные события федерального и регионального значения. Фонд электронной библиотеки представляет собой специализированный комплекс, который состоит из пользовательского и архивного фондов. Пользовательский фонд представляет собой совокупность сетевых электронных документов, которые организованы программными средствами библиотеки. Он размещен на сервере библиотеки и предназначен для длительного использования. Архивный фонд содержит мастер-копии в формате TIFF или в формате JPEG в зависимости от категории фонда. Они подлежат постоянному хранению на внешних жестких магнитных дисках и предназначены для восстановления утраченных или испорченных сетевых локальных документов. Состав пользовательского фонда раскрывается в электронном каталоге библиотеки в виде набора метаданных библиографической записи, включающего ссылку на полный текст документа. Состав архивного фонда раскрывается с помощью набора административных метаданных, таких как копия реестра индивидуального учета сетевых локальных документов, служебный файл с данными о категории фонда, инвентарный номер оригинала документа, библиографическое описание, перечень доступных форматов хранения. Эти метаданные обеспечивают эффективное управление электронными краеведческими фондами. Индивидуальный учет осуществляется в реестре индивидуального учета сетевых локальных документов. На библиотечный учет в реестр суммарного учета встает пользовательская копия, имеющая свой индивидуальный системный номер. В настоящее время фонд электронной библиотеки насчитывает 12 324 единицы хранения. Ежегодно создается 1700-2000 единиц хранения. Документы содержат сведения из различных областей знаний, основная часть которых содержит ярко выраженный краеведческий аспект. В основу отбора документов для электронной библиотеки положен принцип универсальности как по разделам знаний, так и по видам документов. Одной из значимых тематических коллекций является история экономики Нижегородской губернии. Здесь можно познакомиться с губернскими обзорами, изданиями 1874-1915 годов, которые основаны на сведениях, собранных и обработанных губернскими статистическими комитетами. В полном объеме в этой коллекции представлены материалы к оценке земель, состоящие из 2 частей. Не менее интересные материалы содержатся в сборниках «Производительные силы Нижегородской губернии», которые опубликованы Ассоциацией по изучению производительных сил и природных ресурсов края. В 1027 году при Нижегородской ассоциации была основана библиографическая комиссия, которая занималась учетно-регистрационной библиографией с целью выявления всего, что было написано о местном крае. Следующий наш ресурс был сделан к 120-летию со дня проведения Всероссийской промышленной художественной выставки в Нижнем Новгороде. Он включает копии фотоальбома и каталогов выставки 1896 года. Среди электронных коллекций есть коллекции, которые завоевали высокие награды. Так, электронный проект «Горький и его время. Наследие писателя» в фондах нашей библиотеки в 2018 году стал лауреатом премии Нижегородской области имени Горького в номинации «Культурно-просветительская работа». Это масштабный электронный ресурс, формирование которого продолжалось в течение 3 лет. В нем представлены прижизненные издания Максима Горького, в том числе изданные на Нижегородской земле, книги из личной коллекции Горького, публикации Горького, материалы о нем, а также библиографические указатели, посвященные разным периодам жизни и творчества писателя. Общий объем этой коллекции насчитывает около 1500 экземпляров. Богатейший материал размещен в разделе «Нижегородская периодическая печать». В 2009 году
Проект по созданию коллекции Нижегородской периодической печати был поддержан грантом президента Российской Федерации. По объему это самая крупная коллекция электронной библиотеки. В ней сосредоточены первые нижегородские газеты, такие как Нижегородские губернские ведомости, епархиальные ведомости и многие другие. Кроме дореволюционных газет, здесь можно увидеть журналы и газеты первых лет советской власти, легендарную нашу областную газету «Горьковскую коммуну», «Нижегородское хозяйство», «Нижегородский край». Коллекция «Нижегородская периодическая печать» постоянно пополняется, и в ближайших планах намечена оцифровка большеформатных газет, таких как «Нижегородский листок» и «Волгарь». Эти газеты для нас уникальны. В них печатался наш земляк Максим Горький, и благодаря поддержке правительства Нижегородской области в октябре этого года мы ожидаем поставку оборудования, с помощью которого наши большеформатные газеты станут доступны всем пользователям. Среди новых тематических коллекций в 2018 году была создана коллекция «Комсомольская летопись эпохи», как одно из знаковых в череде мероприятий библиотеки, посвященных столетию ВЛКСМ. В этой коллекции размещены документы, повествующие о влиянии комсомола во всех сферах жизни. Кроме того, сюда вошли периодические издания 1920-40-х годов прошлого века. Но основное ядро этой коллекции составляют документы, хранящие память об истории Нижегородско-Горьковского комсомола из фондов нашей библиотеки. К столетию Нижегородской радиолаборатории создана коллекция «Нижегородская радиолаборатория. История длиною век». Деятельность этой лаборатории протекала между 1918 и 1929 годами. Наша радиолаборатория стала одним из первых научно-исследовательским институтом, созданных советской властью. Сюда вошли книги, журналы, изданные в типографии Нижегородской радиолаборатории, избранные труды сотрудников, а также другие издания 1920-х годов, посвященных появлению и развитию радиосвязи. В формировании этой коллекции, в предоставлении отсутствующих номеров журналов, таких как «Радиотехник», «Телеграфия» и «Телефония», приняли участие Музей науки нашего Нижегородского университета, а также Государственная публичная научно-техническая библиотека «Москва». Важное культурное событие, год под эгидой театрального искусства, отразилось в цифровой коллекции «Театр по ступенькам памяти». Структура коллекции выстроена по 6 тематическим разделам. Это хроники театральной жизни, нижегородские театры, звезды в лицах, на сцене Горький, пьесы, изданные обществом русских драматических писателей, а также театральная периодика. С помощью современных информационных технологий создаются электронные информационные ресурсы, проекты, которые представляют собой синтетические издания, объединяющие текстовые, иллюстративные, фактические и библиографические материалы. На сайте нашем представлено несколько проектов, которые открывают прежде всего доступ к краеведческим фондам. Это проекты «Районная печать» в Горьковской области в годы Великой Отечественной войны, имя героя Великой Отечественной войны на библиотечной карте Нижегородской области, литературной карты Нижегородской области. Проект «Районная печать» в годы Великой Отечественной войны строился по принципу наименования района, наименования периодического издания. Он собрал и представил пользователям богатый материал, хранящийся в наших фондах. Это полный список районных и многотиражных газет, выходивших в Горьковской области в годы войны. Краткое описание 65 газет Горьковской области, историю областной печати в годы войны, информацию о вкладе жителей Горьковской области в строительство военной техники, фотографии, библиографические списки документов по страницам районной печати, а также полнотекстовые материалы из районных и многотиражных газет. И к следующему юбилею Победы этот проект пополнится новыми
полнотекстами оцифрованных газет районных. Наша электронная библиотека сейчас насчитывает почти 20 тематических коллекций. Для просмотра такого объема полнотекстовых коллекций используется программа защищенного показа Vivaldi. Она представляет собой интерфейс, который обеспечивает собой одновременный доступ нескольких тысяч пользователей. Объемы электронной библиотеки с каждым годом, конечно же, возрастают. И в целях обеспечения сохранности архивный фонд, который размещен на внешних жестких магнитных дисках, он дублируется. Все дублируемые жесткие диски, содержащие уже резервные копии, хранятся в специальном сейфе, доступ к которому ограничен. Сетевые электронные документы пользовательского фонда используются через интернет в режиме свободного доступа. Краеведческие ресурсы, размещенные в электронной библиотеке, представляют не только региональную, но и национальную ценность. Показатели обращаемости электронных ресурсов таковы, что за 2018 год зафиксировано 197 412 обращений, за 2019 год 9 месяцев 130 791 обращение. В перспективе стоит совершенствование электронной библиотеки за счет создания краеведческого портала «Нижегородская область», который объединит все краеведческие ресурсы на единой платформе. Кроме того, портал, мы хотели бы от него, чтобы он нам обеспечил дополнительные возможности, такие как загрузку электронного каталога и копий с использованием автоматической синхронизации с АБИС, централизованное хранение электронных копий, автоматизированную обработку заявок, поступающих по обратной связи, в том числе заявок на оцифровку, публикацию новостей, управление учетными записями, ведение форума и опроса. Еще хотелось бы отметить, что в 2021 году Нижний Новгород будет отмечать свой юбилей, 800-летие со дня рождения. В связи с этим библиотека совместно с архивами и другими организациями начала проект по созданию информационного ресурса, который с максимальной полнотой представит историю Нижегородского края. У меня все. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Доброе утро. У меня такой вопрос. Вот я заметил, что вы сказали, что вы будете цифровать газеты. Меня интересует вопрос поискового аппарата. Вот как это будет? Это будет с распознаванием или это будут какие-то библиографические указатели, роспись? Потому что меня, например, как пользователя просто обычного, меня интересуют ресурсы, чтобы это было все проиндексировано как бы Я поняла с подстрочным. Поняла ваш вопрос, да. Можно было бы так сказать. Про оборудование, про которое я вот сегодня сказала, что мы ожидаем поставку, оно у нас включает как раз программу распознавания текстов. И все газеты, вот эти, которые мы оцифруем, «Листок», «Волгарь», они, естественно, будут распознаны, и можно производить поиск по контексту. Ну, это прекрасно. По словам. То есть вот мы думаем как бы об удобстве наших пользователей. Спасибо большое. Пожалуйста. У меня вопрос в продолжение. Вот мы же все знаем о частоте поиска вот, полнотекстового. А будет ли проводиться библиографическая роспись статей? Библиографическая роспись, ну, если будет представлена как бы отдельная статья, конечно, она будет расписана, аналитическое описание к ней будет дано. Тогда у меня сразу возникает еще один вопрос. Что значит представлена отдельная статья? Вы газету целиком Я поняла вас, газету целиком. И в ней расписать все эти статьи. Мы еще, если честно... Ну, все или не все, это вопрос, Потому это что, ваше решение, например, Нижегородский листок, он включает очень много статей. И, может, какую-то часть мы, естественно, выделим. Вот, таким образом. Сейчас у нас все
статьи газет расположены по годам и по номерам. Здравствуйте, Рязанская областная библиотека. Вот я правильно поняла, что у вас сейчас нет связи с электронным каталогом, да? У вас есть коллекции, присоединены Нет, документы. у нас получается так, что ссылка на электронный документ дается в электронном каталоге. То есть через электронный каталог можно найти электронную версию документа. Но в электронной библиотеке такого вот поиска нет удобного. Поэтому мы как бы думаем вот об этом портале и надеемся на финансирование. Спасибо. Ходов Сергей, Маяковка, Санкт-Петербург. Слушайте, я вот, например, практически уверен на 100%, что не существует никакого программного обеспечения, которое позволяет распознавать корректно газетные тексты. То есть это из области фантастики, и вряд ли это когда-нибудь случится. Значит, особенно это касается, даже если мы на планетарке крутим газетную подшивку, да, если мы ее не расшиваем, то ничего хорошего не произойдет. Мы расшиваем все газетные подшивки. Но это бог бы с ним. И потом все упаковываем в контейнеры бескислотные. Меня-то волнует как бы то, что вы все это выкладываете через Вивальди. А чего вы боитесь, что его скачают-то? Ну, скачают и скачают. Просто Вивальди – это такая гадость, честно говоря. Нет, в Вивальди у нас выложены книги. Газеты у нас не через систему Вивальди выложены. То есть их можно свободно скачивать. К газетам вопросов никаких нет. Еще, ну, во-первых, я должна присоединиться к тому, что сказал Сергей Борисович, потому что даже если вы разошьете, вот я не знаю, я там в ваши Нижегородские еще не дошла по своей, так сказать, по своим задачам, а вот, например, Костромские я видела. Газеты, которые печатались на тонкой бумаге, когда у тебя на одной стороне листа просвечивает то, что напечатано на другой, и черта с два. Что-нибудь тут можно распознать. Вот это вот давайте мы будем понимать, что, конечно, картинку мы увидим, да, но, может быть, никогда не надеяться заменить распознанным вариантом тот оригинальный, который читатель все-таки может прочитать, да, отловить. И нагрузка на библиографию остается. Невозможно ограничить вот электронную библиотеку только тем, то есть вот мы выложили газеты, они будут лежать в мертвую. Обратите внимание, попытку сделать такую вещь и выложить сделали наши липецкие коллеги. Память Липецкого края, посмотрите, как там представлены газеты с полной росписью содержания каждого номера. Можно сказать, что это убийца, да, как сделать, но они-то сделали. Посмотрите, можно критиковать, но попытка сделана. Еще у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а где в этой задаче ваш краеведческий отдел? Вот мы поняли, сколько добрых людей в библиотеке занимаются этой задачей. Библиограф это где? Краеведческий отдел у нас участвует в формировании списка документов для оцифровки в этом случае, для формирования электронной библиотеки. То есть не они предлагают темы? Темы у нас предлагает вообще комиссия по оцифровке. И еще два коротких вопроса. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас там только то, что в ваших фондах есть? Вы не привлекаете документы, которых у вас нет? Вот тема ваша, допустим, Нижегородская ярмарка. Как вы это делаете? Ссылками сетевыми? Нет, нам высылают готовую электронную копию обычно. Либо мы оцифруем на своем оборудовании, нам предоставляют оригинал документа, по акту, естественно, и мы его оцифровываем. То есть вы ссылками не пользуетесь? Ну, почему? У нас, на наши фонды, у нас есть, например, ссылка на памятные книги Нижегородской губернии. Вот на ваш сайт переходит. Понятно. Еще есть ссылки. Почему есть? Хорошо. И еще, коллеги, просто вам всем комментарий. Если вы не знаете, где лежат ваши газеты или не можете собрать, вот где еще в мире, да, есть газеты вашего региона, значит, это на сайт Российской национальной библиотеки. Эта красота называется «Газеты в сети и вне ее», этот ресурс. Газеты в сети и вне ее. Идеально собранная нашим газетным отделом, вы найдете свои газеты
за рубежами Отечества, там, где не ожидали, и доберете свои комплекты, если нет. Узнаете об изданиях, про которые вы не слышали, например, про эмигрантские. Вот это просто запишите, потому что полезно. Спасибо. Одно слово буквально хотела сказать. Вот в качестве примера, мы уже об этом говорили, пример объединения электронной библиотеки и краеведческих баз данных, которые ведут, в общем-то, в каждой областной библиотеке. Ссылки на ресурсы электронной библиотеки могут идти как из электронного каталога, так и из этой замечательной краеведческой базы данных, которая есть, безусловно, в каждой библиотеке. Но мы переходим к следующему докладу. Я приглашаю Светлану Васильевну Березневу, заведующую сектором электронный читальный зал Национальной библиотеки Чувашской Республики. Методы продвижения электронной библиотеки Чувашской Республики в цифровой среде. Добрый день, уважаемые коллеги. Электронная библиотека Чувашской Республики входит в состав информационно-библиотечного ресурса Чувашской Республики, представляет собой совокупность электронных ресурсов библиотек Республики, национально-краеведческую коллекцию и содержит электронные документы по истории, природе, развитию и современном состоянии государственности, экономики, науки и культуры, языке и народе Чувашской Республики. Организация доступа к электронной библиотеке основывается на принципах общедоступности и открытости для пользователей, а также полноты и оперативности получения информации о наличии документа и прямого доступа к его содержанию посредством обращения к электронному каталогу. Фонд электронной библиотеки состоит из электронных копий книг, сборников, продолжающихся изданий, статей из газет и журналов, неопубликованных документов, интернет-ресурсов. Доступ к изданиям, защищенным авторским правом, предоставляется в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики, в виртуальных читальных залах центральных районных библиотек Республики, в ряде библиотек республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии, Ульяновской области, в районах компактного проживания чуваш. Пополнение фонда электронной библиотеки Чувашской Республики осуществляется посредством оцифровывания документов, физически хранящихся в Национальной библиотеке Чувашской Республики и библиотеках региона, получение электронных копий документов в дар от авторов или правообладателей, сбор электронных документов краеведческой направленности, свободно размещенных в сети интернет. Для оцифровки, хранения и предоставления доступа отбираются издания, имеющие историко-краеведческую значимость, соответствующие тематическому плану комплектования, принципу коллекционности. В настоящее время в фонде электронной библиотеки насчитывается 36 597 документов, из них более 9 тысяч книг, авторефератов, неопубликованных документов, 9659 номеров периодических изданий. На сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики представлено в открытом доступе 18 560 документов, из них 5227 книг. В составе электронной библиотеки Чувашской Республики выделено 68 коллекций, из них 57 тематических и 11 персональных. Актуальной коллекцией 2019 года у нас считается коллекция Николаев Андриан Григорьевич, коллекция «Театры Чувашии» и коллекция «Чебоксары. История и современность», посвященная 550-летию города Чебоксары. Для продвижения ресурсов электронной библиотеки Чувашской Республики готовятся и размещаются выпуски электронных журналов «Вести электронной библиотеки Чувашской Республики» и «Библиотечный клубок» на сайте в разделе «Электронная библиотека», в блоге «Библиотека в цифровом формате», в социальных сетях, в виде информационных рассылок доставляются также муниципальным и вузовским библиотекам, представителям чувашской диаспоры в других регионах России. Готовится сообщение в рубрику «Книга дня» изданий из электронной библиотеки Чувашской Республики. Электронный журнал «Вести электронной библиотеки Чувашской Республики» выходит с 2015 года. Все выпуски тематические, посвящены юбилейным датам. Каждый выпуск «Вестей» содержит вводную текстовую часть, которая знакомит с темой выпуска, и список литературы по теме со ссылками на полные тексты документов, доступных в удаленном режиме. В сентябре 2019 года выпуск электронного журнала «Вести электронной библиотеки Чувашской Республики» был посвящен 90-летию со дня рождения летчика-космонавта, генерал-майора авиации, дважды Героя Советского Союза, кандидата технических наук, нашего земляка Андрияна Григорьевича Николаева.
В электронный журнал «Библиотечный клубок» включаются статьи из профессиональных библиотечных изданий и ресурсов, как правило, электронных, материалы на актуальные темы, которые можно использовать для обсуждения на профессиональных мероприятиях. Так, июльский выпуск библиотечного клубка за этот год содержит ссылку на методические рекомендации по внедрению ГОСТа R7.0.100/2018, библиографическая запись, библиографическое описание, общие требования и правила составления, подготовленные Российской государственной библиотекой. В рубрике «С мира по нитке» собираются материалы о необычных библиотеках и библиотечных новациях. Завершает выпуск библиотечного клубка список новинок, поступивших в электронную библиотеку Чувашской Республики за прошедший месяц. Документы из коллекции электронной библиотеки, посвященные знаменательным и памятным датам, еженедельно размещаются в рубрике «Книга дня» на сайте библиотеки. Коллекции электронной библиотеки активно использовались при проведении республиканской просветительской акции «Библиотечный диктант» на тему «Государственные символы Чувашской Республики», посвященной 25-летию принятия государственных символов Чувашской Республики, которая была проведена в 103 библиотеках и школах по всей республике. В акции приняли участие более 2500 человек. Электронная коллекция лучших образцов чувашской литературы, литературная палитра Чувашии 100 книг для прочтения, включает произведения, отобранные путем всеобщего голосования на сайте библиотеки. В опросе приняли участие свыше 2000 человек. В коллекцию электронной библиотеки вошли как произведения на чувашском языке, так и имеющиеся переводы на русский язык, которые позволяют популяризировать чувашскую литературу среди тех, кто не владеет чувашским языком. Для эффективного использования ресурсов электронной библиотеки проводятся обучающие семинары, обучающие занятия на курсах повышения квалификации работников учреждений культуры, а также вебинары для сотрудников муниципальных библиотек. В курс «Основы компьютерной и информационной грамотности» включены практикумы, посвященные изучению коллекций и изданий электронной библиотеки. Электронные коллекции библиотеки активно используются при проведении мероприятий на краеведческие темы, такие как День чувашской письменности, этнограф чувашского народа, посвященный 180-летию Василия Магнитского, традиции, культура, обычаи Чувашии, открытый космос к 90-летию Андреяна Николаева, ядринские меценаты братья Таланцевы в истории Чувашии, Великая Отечественная война в художественных произведениях чувашских писателей и многие другие. Публикации на сайте библиотеки дополняются ссылками на издания из фонда электронных документов. Также используются наглядные средства продвижения, печатные и электронные объявления в фойе, на кафедрах обслуживания, на сайте. Используемые методы позволяют поддерживать интерес к ресурсам электронной библиотеки Чувашской Республики на высоком уровне. Ежегодно отмечается увеличение количества обращений. Так, за 2017 год документовыдача из электронной библиотеки составила больше 83 тысяч экземпляров. За 2018 год 84,5 тысячи, а за первое полугодие 2019 года почти 45 тысяч экземпляров. Спасибо за внимание. У меня все. Вопросы, пожалуйста. Можно у меня вопрос? Вот вы сказали такую фразу, что берете в электронную библиотеку документы, свободно размещенные в сети интернет. Что вы под такими документами понимаете? Все, что касается нашей Чувашии, все, что относится к Чувашии. Нет, свободно размещенные. Ну, к примеру, мы берем даже с сайтов РГБ, можем взять документы, которые относятся к... Нет, свободно размещенные. Проблема, вопрос-то возник потому, что есть проблема. Есть документы, опубликованные в интернете под свободной лицензией, так называемые, да? Есть документы, где как-то еще иначе декларировано право любого человека забрать. Вот нам интересно всем, да?
Как вы выбираете, на какие вот эти вот параметры вы ориентируетесь? Если мы берем, Что вы считаете свободно размещенным? мы всегда указываем источник, откуда взят документ, то есть мы не присваиваем. Да. Мгм. Это немножко не то. Даже если вы указали, откуда вы взяли источник, такой документ надо брать на основании какого-то другого абсолютно документа, потому что есть правообладатель, да? На каком основании этот документ появился в сети? Добрый день, дорогие коллеги. Я на помощи нашей коллеге. Дело в том, что свободно размещенные мы в первую очередь считаем официальные документы, официальный сайт нашей республики, то есть это портал государственных органов власти, это выступления главы, выступления, итоговые отчеты и тому подобное. То есть это уже те источники официальные, которые достоверные, которые, в общем-то, мы можем свободно представить в нашей электронной библиотеке как показатель развития нашей республики. И еще один у меня тогда вопрос по электронной библиотеке. Доступ к электронной библиотеке свободен для всех абсолютно читателей? Почему такой вопрос? Потому что я попробовала зайти в электронный каталог, и там только для зарегистрированных пользователей. Нет, там есть возможность войти анонимно. Угу. Значит, не дошла. Спасибо. И я приглашаю сюда Разилю Динаровну Кудякову, главного библиографа Краеведческого информационного отдела Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького с докладом «Фактографическая база данных «Люди, события, факты» на портале «Рязанское краеведение». Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Да. Согласно новой редакции руководства по краеведческой деятельности Центральной библиотеки и субъекты. Согласно новой редакции руководства по краеведческой деятельности Центральной библиотеки субъекта РФ, принятом РБА в 2017 году, в состав базовых 2022 года в настоящее время включают перечень около 500 дат и 12 развернутых справок на каждый месяц, написанных на основе фондов библиотек, музеев, архивов. Одно из основных требований при отборе даты – это установление ее достоверности, и с этой целью проводится исследование широкого круга литературных, документальных источников, в том числе и работа в архиве. И если в конце 90-х, начало 2000-х годах мы могли, когда у нас была старая база данных в составе, модуль был в составе АБИС библиотека 2, формировать календарь знаменательных дат, была служебная база, создавать записи в календаре, вести поиск там по разным параметрам и делать выборку записей по юбилейным датам года и форматировать текстовую версию календаря на конкретный год, то с введением в 2010 году АБИС АПАК Глобус у нас эта возможность была утрачена. Мы какое-то время еще работали в старой базе, и поэтому вот при создании краеведческого портала «Рязанское краеведение» нами было запланировано и создание фактографической базы данных. Проект был осуществлен в 2018 году. База данных «Люди, события, факты», дополнительный модуль портала «Рязанское краеведение», предназначенный для ввода, хранения и поиска информации о знаменательных и памятных событиях со ссылкой на документальные и справочные источники. С помощью этого модуля систематизирована и дополнена информация, содержащаяся в календарях знаменательных и памятных дат. И еще одна цель – это создание универсального ресурса, доступного для пользователей на сайте «Рязанское краеведение». Я расскажу о технологии создания записей в базе данных. Вот на экране вы видите лист ввода. Был разработан нами перечень полей
поисковых и перечень текстовых полей, необходимых для описания даты, для библиографии, а также служебных полей, которые не отображаются для читателей. Заголовок, понятно, в начале ссылка. Здесь важно, что у каждой записи есть постоянная ссылка. Именно для базы данных важный момент, когда у нас запись имеет свой адрес в интернете и не формируется только как результат, временно как результат поиска. Фотографии загружаются у нас и хранятся на сервере. Все собранные даты систематизируются по персоналиям, организациям, тематике и месту события. Вот на экране сейчас вы видите перечень поисковых полей. Почти все они формируются из справочников. Дату события у нас мы приняли решение указывать по новому стилю. Дату по старому стилю мы добавляем в текст статьи, и варианты дат также можно добавить в поле комментарии или служебное поле документы. Здесь это связано с печатным вариантом календаря. В печатном варианте мы указываем даты по новому стилю. Для поискового поля имена у нас есть два поля, то есть это имя и имя дополнительное для псевдонимов. Поле области знаний позволяет отсортировать персоны по роду деятельности. Здесь можно указать сразу несколько параметров, и при поиске возможно тоже сочетание нескольких параметров. Для организации тоже два поля, условно названо одно из них место работы, здесь может быть введено несколько значений, и сведения об организации не только при поиске, не только о конкретной организации можно дайте сведения и о всех людях, связанных с этой организацией, если есть об этом информация в базе данных. Для читателей это выводится как организация 1, организация 2, но это вот потом вот в пользовательском интерфейсе. И поле для географии, одно у нас поле, населенный пункт. Предполагалось, что, как мы заранее планировали, что в справочнике у нас будут предусмотрены разные территориальные преобразования с учетом уезд, губерния, область, район, различные территориальные изменения. Однако позже вот мы приняли решение в этом поле указывать современное административно-территориальное деление, либо, если ныне населенный пункт находится за пределами на территории другой области, то мы заносим на момент события административно-территориальное деление. Тоже заносится из справочника. Справочник включает название районов, статус населенного пункта, отдельный справочник внутри него. Здесь также вот решение было принято об указании современного административно-территориального деления, исходя из подготовки печатного издания. В печатном варианте календаря в указателе географических названий принято современное административно-территориальное деление. И 3 вида аннотаций. Это нужно для того, чтобы обычная аннотация, если эта дата не юбилейная, если просто мы формируем поиск не календарный поиск, не без связи с юбилейными датами, то высвечивается обычная аннотация. Юбилейная дата, для юбилейной даты выходит обычная юбилейная аннотация, то есть это со дня рождения, и подсчет происходит автоматически. И еще нам пришлось для главной страницы сайта, связанной с календарем, который на главной странице сайта у нас размещен, сделать короткую аннотацию для главной страницы. Поле текст – это поле для описания, для развернутой справки. Здесь мы можем форматировать, добавлять, есть возможность непосредственно в текст фотографии, ссылки активные.
И следующий блок для библиографических записей, для библиографических сведений. Есть источники, подтверждающие даты, поле для источников. Здесь вносится источник информации, уточненный в том числе и по метрическим книгам в Государственном архиве. Список литературы. В список литературы мы можем включать активные ссылки на издания из электронной библиотеки и ссылки на ресурсы в сети интернет. Отдельно блок изображения можно загрузить, присоединить фотографии, которые выстроятся в виде галереи для пользователей после статьи. И блок служебных полей, скрытые поля, которые не выводятся на экран для читателей. В поле «Документы» на экране сейчас вносится дополнительная информация. Сюда можно присоединить фотографии, какие-то сведения, требующие уточнения, в том числе и скопированную из интернета информацию о конкретном событии, статьи из электронных версий газет, журналов, из сети. Это своеобразный электронный архив календаря, связанный с конкретным событием. В примечаниях также служебное поле, тоже мы указываем сведения, требующие уточнения. Служебное поле, там мы указываем, написано, эта статья конкретно для календаря или нет, требует ли еще доработки. В комментариях для пользователей есть еще и комментарии, да, для пользователей. И важный момент, не только отдельные поля у нас служебные в базе данных, мы можем скрыть и не открывать для пользователей всю запись, пока она не закончена, пока требует редактирования, проверки. Это осуществляется с помощью параметра «Отображать», то есть устанавливается флажок рядом с командой, и запись не будет выводиться на экран, но останется в рабочей базе данных. В системе управления сайтом возможно распределить записи по алфавиту заголовков записей, дате ввода, дате события. Можно отсортировать записи, которые не требуют отображения на сайте, и те, которые предназначены для публикации в конкретном варианте календаря, печатном на соответствующий год. Возможно выгрузка записей в Word для формирования печатного макета календаря. И с помощью параметра для публикации как раз это происходит. Таким образом, модуль дает возможность формирования списка юбилейных дат на любой период и за каждый день. Возможно добавлять, исправлять информацию, позволяет автоматизировать процесс отбора юбилейных дат и автоматизировать формирование макета печатного издания на конкретный год. Пользовательский интерфейс, вот это служебное. Так, и переход осуществляется у нас с главной страницы портала «Рязанское краеведение». На главной странице ресурсы «Люди, события, факты» выводятся юбилейные даты месяца по умолчанию. Поиск информации возможен по именам, географии, организациям, отраслям, расширенный поиск по сочетаниям нескольких параметров и есть строка поиска, через которую организован полнотекстовый поиск. С помощью поиска возможно формирование списка юбилейных дат за любой период, и результатом поиска является перечень названий статей, их краткие аннотации, фото и ссылки на страницы с полным описанием, с развернутой справкой, с полным описанием даты. По умолчанию у нас отражаются даты на юбилейный год вперед на месяц. Все, у кого дата рождения в этом году и на месяц вперед. Можно убрать флажок, показать за период, и тогда выстроятся юбилейные даты на год вперед. Ну вот здесь я показала поиск по отраслям, то есть если выбрана отрасль театр, тема театр, выстроятся персоны и все справки, посвященные этой теме. Все статьи дополнены фотографиями, списками литературы, ссылками на источники интернета, источники фотографий.
На главной странице сайта «Рязанское краеведение» размещен календарь на месяц, ну, как день в истории, ресурс «День в истории», с которого тоже возможен переход на статью. В день юбилейного события высвечивается как раз вот краткая аннотация, или если мы наведем на дату, тоже высветится. База данных работает с 2018 года. В настоящее время происходит все еще ее доработка, отладка. Продвижение ресурса осуществляется в том числе и через рубрику «День в истории» на Рязанского края на сайте библиотеки, на странице «Рязанское краеведение» ВКонтакте. Мы даем краткую информацию, и ссылка ведет на ресурс, на статью ресурса. Среди достоинств этой базы данных быстрый поиск и отбор с помощью указателей, строки поиска, форматирование списка юбилейных дат. Эта база данных предназначена как для служебного пользования, для работы над календарем знаменательных и памятных дат, так и для представления читателей на сайте, для выполнения фактографических запросов, подготовки краеведческих продуктов на ее основе, своеобразного тоже электронного краеведческого архива. И хотя модуль у нас оптимизирован для роботов поисковых систем, все-таки существуют проблемы в продвижении и в индексации поисковых системах. То есть попробовали поискать, если указывается полностью фамилия, имя, отчество, выходит в первых 5 результатах поиска. Если мы вот здесь, например, вот я Якимецкую пробовала искать без относительно к месту, без просто фамилию, имя, и если ввела слово «Рязань», то вышло без относительно, ушло очень далеко на дальней странице поиска. Если указать с местом события, то выходит в первых, на первой странице поиска. И поэтому вот мой доклад сегодняшний – это повод обсудить, как у вас, как вы ведете такие базы данных, как осуществляете их продвижение в интернете, как у вас вот они индексируются поисковыми системами. Наверное, все. Спасибо. Можно начинать отвечать на вопросы. Во-первых, классный доклад, спасибо рязанцам. А во-вторых, вопрос сомнения. Мне кажется, что некоторые вопросы, связанные с тем, как передавать имена, да, что делать с географией, решаются, если под этой базой лежит связь с авторитетным файлом. Вот смотрите, мы тут попробовали маленькой командой, вот из 4 человек, Анна Малдеевна, Маргарита Бедросовна, Елена Николаевна и я, продвинуться дальше. Нам как-то совестно было, что в руководстве есть вот эта новая игрушка, а как она работает, да, где у нее что там заводится, ну мы как Менделеев, сначала вычислили, потом стали думать, как это можно делать. И, в общем, мы немножко продвинулись в размышлениях и даже сделали такой вариант технического задания разработчикам программного обеспечения. И на самом деле уже отдали в АПАК Логинову, передали наши, ну, это еще не техническое, не настоящее техническое задание, но наше видение этой базы. И, ну, пока рано об этом рассказывать. Мы очень надеемся, что это осуществится хотя бы пока для апаковских, а может быть и Ирбис заинтересуется, да, и кто угодно, мы не жадные. Но самое главное, что это, строится вот эта база в нашем видении, мы же не диктуем, мы просто вот увидели так, строится как в системе с авторитетным файлом. Вот есть авторитетный файл, с одного бока у него библиографическая база, которую он пасет, не дает распараллеливаться, а с другого боку фактографическая. И связь в 2 стороны. Связь с авторитетным файлом позволяет нам решать проблемы с множественными вариантами переименований, мест, имен, разночтениями. Да, вот понятно. А с другой стороны, авторитетный файл, выходящий сюда, позволяет раскрыть какие-то объекты, которые там
набором подполей, раскрыть справку. Вот есть Якимецкая, там Вера Павловна, и все. А здесь большая статья, и уходи сюда и смотри. Путь от авторитетного файла – это тоже раскрутка. Вот мне кажется, что это так. Мы посмотрим, подумаем. У нас, кроме того, что мы ТЗ делали, вот такое, мы одновременно во второй половине вот нашего этого документа, который мы сочиняли, мы писали как бы методические решения и по поводу дат, и по поводу всего прочего. Мы тут в президиуме посовещаемся, и если коллеги будут согласны, мы что-то из этого опубликуем. Вот на общую пользу. Мы счастливы, что были услышаны с фактографической базой. Надежда Михайловна, можно мне? То, что я увидела, мне кажется, на сегодняшний день это лучшее из того, что есть у нас на сайтах библиотек. Потому что все у нас очень печально, и вы продвинулись значительно дальше других. Вопрос, это все-таки что за платформа, как она разрабатывалась? Платформа, нам ее разрабатывали. Мы, конечно, мечтали о Альтсофте и об их платформах. Но по финансам у нас не получается с ними, хотя мы в восторге от их баз данных. И разрабатывали этот модуль те же программисты, которые делали наш сайт. То есть мы им подготовили техническое задание, мы попытались вот вместе попросить, ну то есть не попросить, в этом техническом задании указать все те поля, которые нам необходимы. И до сих пор мы еще продолжаем им делать замечания, до сих пор у нас там не все отлажено, добавляем, убираем, вот так. А сам сайт на какой платформе, это вы не знаете, вот движок? Нет, не знаю, но я спрошу. Точно не на Битриксе. Это делалось одновременно с новым сайтом, да? То есть это как часть технического задания была вот эта база данных? Ну да, примерно сначала сайт, потом база данных, да, ну почти да, можно сказать, что да. Ясно, спасибо. Пожалуйста. У меня вопрос к Надежде Михайловне. Дело в том, что наш отдел пытается сделать тоже календарь знаменательных дат, никогда библиотека искусств не работала с этим. И сейчас наш отдел, IT-отдел сказал, что есть в АПАКе модуль как раз календаря знаменательных дат. Может быть, уже что-то, какие-то наработки после вашего ТЗ сделаны? На каком этапе вообще сейчас у них это? Молодцы, на ходу просто. Они сослались на наше руководство, что вот же, вот смотрите, вот руководство, а у нас уже было, да? То, что они сделали пока, сделано в идеологии руководства, но мы к этому отношения не имели еще. Вот мы когда увидели, связались с Логиновым, сказали, что а вот теперь мы готовы прописать так, как мы это видим. Поэтому это сейчас, то, что сейчас там, это еще пока не наше. Мы только предлагаем сейчас вот свои решения, предложили. Ну вот. А вот кто работает с этой программой, может, несколько слов скажет, свой отзыв? Нет? Ну, я так понимаю, что уже, потому что мы, например, уже закупили, но еще действительно не видели. Потому что это же часть их дополнения. Знаете, просто соль на ране. На моей больной ране, допустим, уважаемые руководители краеведческой политики. Как быть нам, сельским библиотекам муниципальным, когда у нас нет ресурсов профессиональных, когда нет краеведа, когда нет ресурсов финансов для того, чтобы найти партнера, допустим, или организацию, в общем, компанию, которая разработала такой программный продукт, да, и найти еще ресурс времени для того, чтобы вот это все вести, заводить и формировать эту базу данных. Я отказываюсь от титула руководителя чего-то там, только старший научный сотрудник и библиограф, ничего больше. Но мы просто про это говорили, вот мы про это думали. Значит, смотрите, в модели руководства, а читайте вообще его на самом деле, там, если так внимательно читать, там на все отвечено.
Там, между прочим, вот эта база данных не предусмотрена для маленьких библиотек. И мы в президиуме, посовещавшись, решили, что в идеале, то есть она повторима теоретически на уровне района. Можно сделать фактографическую базу, но с выходом на календарь, да, вот это все, на уровне района. Ничего не мешает, кроме ресурсов. И мы решили, что все-таки в идеале универсальная фактографическая база региональная, в которой районы, читайте руководство, там про это сказано, участвуют удаленно. Да? У них есть редактора в области. Районы, районные библиотеки вот этого уровня, городские, участвуют удаленно. Прям вот создают, и модель вся на это рассчитана, вот, которую мы придумали. А вот такие небольшие библиотеки, филиалы, им тоже есть место. Обратите внимание. Что они делают, когда нет своих баз, когда не всегда можно влезть и даже на районный уровень там что-то делать удаленно. А вот они пишут справки вот для этих баз по своим персонажам, по своим объектам. Вы можете сделать по своей загруженности 2 справки в год, да? Сделайте 2. Можете одну, сделайте одну. Но лучше вас справку о вашем объекте не сделает никто, особенно если вы работаете с архивными документами, если вы собираете вот от земли прямо документы, артефакты, да, собираете, то у вас будет в мире самая полная информация у вас. Делайте как можете, да, и дальше есть кому это отдать, и есть кому помогать. Вам точно не надо держать базы, мы вообще базы никакие для маленьких библиотек не предусматриваем. Можете делать, отлично, но ни одна не поставлена в обязанность этим библиотекам. Посильно. Без вас точно не обойтись. Даже не без вас, вы-то районная библиотека. Вот. А без самых маленьких наших не обойтись. Они знают лучше. Они у этой тетеньки, про которую они решили написать, они еще и спросят все. И заставят написать автобиографию, и на эту автобиографию сошлются. Но дальше поддержка предусмотрена на всех уровнях выше. Я надеюсь, я ответила. Региональные краеведческие центры должны иметь такую вот программу, да, где будут охвачены все муниципальные образования, где что мы будем согласны и будем только работать как бы с нашими краевыми центрами. Спасибо. Спасибо. Ну и мы переходим к следующему докладу. Елена Николаевна Волобоева, начальник отдела краеведения Новосибирской государственной областной научной библиотеки, проект «Городская сова», интерактивный сайт-путеводитель по городу Новосибирску. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всем меня слышно. Сегодня я очень рада вас тут всех видеть и с большим удовольствием хочу поделиться наработками Новосибирской государственной областной научной библиотеки, работой краеведов, которую мы осуществляли и реализовывали в течение целого года, чтобы создать вот такой интерактивный онлайн-путеводитель по Новосибирску. Приоритет был отдан мобильной версии сайта. Почему мобильный? Разрабатывалось 3 вида. То есть мы думали сделать бумажный фотоальбом, красивый, с богатыми иллюстрациями, как подарочное издание. А потом думали сделать сайт, на котором можно разместить как можно больше информации, потому что сайт подразумевает и фото, и архивные документы и так далее. Но при анализе мобильного трафика мы выяснили, что 95% интернет-трафика идет с мобильных устройств. И, естественно, у всех у вас рядом с собой мобильный телефон, который всегда с вами в кармане и который всегда вы можете использовать. Для кого? Для молодежи это в приоритете, потому что городская сова делалась в основном в приоритете на молодежную аудиторию, и мы все знаем, что молодежь сегодня не вылезает с сотовых телефонов. Это ей удобно, и она может всегда им воспользоваться. Конечно, это для путешественников и туристов, которые посещают город Новосибирск, и даже большей частью и для жителей города Новосибирска. Потому что, бывая вот в такой текучке жизненной, да, выясняется, что многие жители, которые проживают на этой улице и не знают ее истории,
А тут, используя вот такой вот карманный ресурс, они с удовольствием узнают вообще-то, кто проживал-то и почему улица названа именем этого деятеля. И, конечно же, ресурс был предназначен экскурсоводам, краеведам, которые считают наш ресурс очень хорошим, кратким, оперативным, мобильным справочным изданием. В нашем ресурсе мы главное делали условие – это интерактивность, единство, взаимосвязь. То есть все статьи связаны взаимными ссылками, все объекты нанесены на карту и использована сквозная символика для перехода. То есть нажимая улицы, мы переходим на персоналии, персоналии мы можем перейти в архитектуру, с архитектуры мы можем перейти на достопримечательности. А если улицы находятся какие-то предприятия, соответственно, на них и на архитектора, который делал, например, это здание, и мемориальные доски. Еще хочу поделиться опытом по авторскому праву. Очень много фотографий вносятся в этот ресурс. Это главная задача, потому что самая главная была задача, чтобы путешественник или ребенок, подросток, который идет по улице с мобильным ресурсом, взглядом путешественника, пешехода видел это здание, мог ориентироваться в пространстве этой улицы. Поэтому все фотографии делались нами, сотрудниками отдела краеведения, которые с фотоаппаратом ходили по улицам и снимали с точки зрения пешехода вот именно это здание, как оно смотрится, как оно видится. Был заключен авторский договор у нас с фотографом, у которого хорошие фотографии, и которые мы могли бы использовать в нашем ресурсе. Но вдруг выясняем, что права на эти фотографии имеет еще одна сторонняя организация, которая размещает их на своем сайте. И мы побоялись использовать, какие-то фотографии включили, но большей частью побоялись, потому что та организация, может быть, высказала бы нам какие-то обоснованные, может, не обоснованные, потому что договор мы заключили с автором. Вот он так распространил свои фотографии как бы двум организациям. Хотите, пользуйтесь. Поэтому мы решили сделать как бы вот свои фотографии и заключили договор авторский со своим сотрудником. Базовая информация, базовый слой – это статьи об улицах. Это самый главный слой. И нужную улицу можно найти через пункт меню. Они у нас находятся по алфавиту. В Новосибирске более 2000 улиц. Это огромный город. Население у нас 2,5 миллиона. Это третий город по численности населения после Москвы и Петербурга. Но город очень уникальный в своем таком историческом плане развития, потому что ему всего 126 лет. И я тут говорили, 800 лет Нижнему Новгороду. Мы вообще маленькие, мы ребенок, можно сказать, по сравнению с великими городами нашей Родины. Да? Но в развитии города Новосибирска большой вклад оказали, я считаю, выдающиеся умы и деятели всей нашей России. С момента строительства моста через Обь 126 лет назад были гении инженерной мысли, и в годы эвакуации во время Великой Отечественной войны город поднимали известные деятели и науки, и культуры, и промышленности, заводы, то есть все лучшее было эвакуировано к нам. И я думаю, это и отразилось, наверное, на таком вот скачке в развитии города. Значит, как я уже говорила, к слою привязаны все остальные статьи. Это памятники архитектуры, это выдающиеся личности, это мемориальные памятники и доски. И что удивительно, что слой улиц – это не единственный слой, потому что туда можно привязывать различные слои и ресурс как бы расширять. В информационном плане даже можно и привязывать позже литературную карту, то есть как бы у нас в плане. Работа над ресурсом продолжается, потому что улицы у нас будут вноситься еще и еще. Мы не ставим себе задачу 2000 улиц поставить, это нереально. Естественно, здесь занесены улицы, которые имеют очень важное значение, интересны с точки зрения и для жителя города, и для путешественника, и для туриста, которые связаны действительно с какими-то историческими личностями. Если мы нажимаем на Красный проспект, у нас выходит архитектура. Если мы нажимаем дальше на архитектуру, у нас выходит архитектор. Здания построены у нас в стиле конструктивизма.
Вот, то есть дается краткая информационная справка, но в дальнейшем вот сейчас ведется работа уже над сайтом, там будут большие статьи, очень много будет материала, и с мобильного сайта можно будет перейти на сайт, нажимая ссылку «Что дальше?». То есть человек заинтересовался, ему это интересно, нажал «Что дальше?» и выходит на сайт и получает более обширную информацию. Всего на сайте сегодня у нас 810 элементов. Из них мы сделали 478 фотографий. Размещено 332 статьи. И 96 статей в разделе улиц, 81 статья в разделе персонали, то есть 81 человек у нас персона в этом путеводителе как бы расписаны. 124 статьи в разделе архитектура и 31 статья в разделе мемориалы. Ходили, фотографировали мемориальные доски. Потом вдруг вот почему-то мы получили такую информацию, что фотографии мемориальных досок нельзя размещать в путеводителе согласно авторскому праву. Если, допустим, фотография меня на фоне мемориальной доски, это можно разместить, а сама фотография, согласно Гражданскому кодексу, там какая-то статья, нельзя. Понимаете, это произведение искусства. Вот я хотела бы выяснить, это можно, потому что мы разместили мемориальные доски, а это же детям показываем, им же интересно. Потом мы их убрали, и теперь мы думаем, можно же, ресурс-то красивей, когда с уникальными фотографиями. Вот Надежда Михайловна потом не ответит. Вот. Ближайшие перспективы. Значит, мы хотим сделать подключение раздела «Прогулки и маршруты». То есть вот маршрут уже у нас 7 маршрутов разработано, маршрут 1, вот тут примерно какой. И по каждой точке маршрута будет аудиогид. Мы сделали мобильное устройство, вот мобильный такой ресурс, чтобы он был удобен для людям с нарушением зрения, да, вот как бы там буквы и все это увеличивается. И если будет еще это проговариваться, то я думаю, будет это еще лучше и для туристов, и вот людям с ограниченными как бы возможностями. И вот создание доступной версии, это для сайта, для компьютера. Вот мы сейчас над этим тоже работаем. И перспективы у нас 2019-2020 годы. Богатейший вот сейчас материал накоплен о библиотек городских, потому что и каждый находится в своем районе, у них свои улицы. Естественно, они с ними работают и собирают богатейший материал. Этот материал уже часть мы получили, особенно по мемориалам, по архитектурным памятникам. И работаем с областными библиотеками, потому что тоже у них есть литературные карты, которые мы можем использовать, потому что когда мы создавали этот ресурс, работая совместно со всеми библиотеками, вот так вот на совещании, я им сказала, давайте работать над созданием этого мобильного ресурса вместе. Мы не будем, что это вот Новосибирская библиотека, это наш городской ресурс. И как бы все библиотеки идут с большим удовольствием и работают с нами. И музей города Новосибирска, естественно, пополнение исторических архивных документов, которые у них есть на сайт, это уникальная возможность работать совместно с ними, и исторические фотографии. То есть мы, конечно, не обладаем такими возможностями, которые есть в музее. И музей тоже идет навстречу. То есть планов громаде дальше работать с этим ресурсом, и это не первый и не последний год мы с ним будем работать. Поэтому я думаю, перспективы как бы есть. И очень хочется, чтобы этот ресурс был возможен, как бы активно использовался всеми. И сейчас мы проводим такое продвижение, работаем и с молодежью, и в районах, и показываем. Для районов рассказываем и показываем, говорим, что вы в сельских районах, что вы можете сделать точно такой же ресурс у себя. Они выпускают в бумажном виде, очень красивые ресурсы. И еще хотелось бы сказать, думали, на какой платформе сделать этот ресурс, да? Но есть в Петербурге Краснопресненского района очень хороший путеводитель, Красногвардейского, да, очень хороший. Мы вот на него первый раз натолкнулись, но там у них разработчики, я так поняла, работали за деньги. У нас такого не было, нет такой возможности, и поэтому это полностью продукт наш. Над ним работали библиографы, краеведы,
и, конечно, программисты, наши программисты. И вот как бы мы вот разрабатывали техзадания, чтобы получилось как бы вот так. Наводя телефон на вот QR-код, можно просто попасть уже конкретно на наш ресурс. Ребятишкам показываем и говорим: наводите телефон, у кого считывает. И вот они считают, и тут же вот сидят в нем, играют, смотрят свою улицу, обязательно находят все достопримечательности, которые на этой улице. Им это интересно, и будем надеяться, что будет интересно и дальше. А сейчас прошу показать фильм. Вот она, наша городская сова, птица мудрая, к которой приходит с вопросами. Расскажи нам, сова, как раньше называлась улица Коммунистическая, и раньше это когда? Это мобильная версия онлайн-путеводителя. Перед вами основное меню. Можем сразу же, например, зайти на карту, где мы увидим все объекты, внесенные в путеводитель. Сейчас мы карту подробно рассматривать не будем, но обратим внимание на легенду. Вот здесь обозначены все те иконки, которые нам на каждой странице путеводителя встретятся, не только на карте. Они везде одинаковые. Возвращаемся в главное меню. В главное меню можно войти из любой точки путеводителя. Я обращу ваше внимание таким простым нажатием. Базовый слой информации, на который наложены все остальные, это список улиц. То есть главный элемент у нас улица. Вот так мы в него попадаем. Ну, соблазнительно, конечно, открыть сразу Красный проспект, там всего много. Но мы воздержимся, пусть это будет улица Коммунистическая. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, фотографию. Наш принцип: нет странички без иллюстрации. Во-вторых, конечно, текстовая информация в компактном виде, применительно к мобильному формату. История наименования, переименования, место улицы на карте города, ее значение в городском организме, в городском теле, если можно так сказать. Перечень особо замечательных памятников культуры и архитектуры тоже здесь может быть включен в текст. И даже рекомендации, хороша ли эта улица для пешей прогулки. Памятников культуры, архитектуры мы коснемся сейчас подробнее. Вот значок, подобный тому, как мы видели на карте. Если мы по нему щелкнем, то мы увидим весь список разных замечательных зданий и строений на этой улице находящихся. Ну вот достаточно показательный объект. Дом крупного новониколаевского хлеботорговца, экспортера. А с 1939 года в здании находился роддом, которым руководил Александр Гумилевский. Ну, собственно, там и сейчас крупная акушерская клиника. Это дом на углу Коммунистической и Урицкого, Коммунистическая, 17. Здесь мы тоже видим фото, причем фото сделаны, ну, назовем это, в пешеходной перспективе. То есть они сделаны с той точки, с которой их увидит гуляющий человек. Значение фото строго информационное, то есть объект должен быть узнаваем. Человек должен понимать, что он вышел, да, именно туда, куда хотел. Вот. И здесь есть еще и историческая фотография, как выглядело здание до всех перестроек. Оно перестраивалось неоднократно. Что еще? Еще персоналия здания. Ну, здесь у нас, конечно, Александр Павлович Гумилевский, несомненно, выдающийся организатор акушерской и гинекологической помощи в Новониколаевске. Краткая биографическая информация. Значение его деятельности для города, не только для Новониколаевска, но и для Новосибирска. Александр Павлович скончался в 1959 году. Отсюда можно выйти обратно в здание. И мы видим, что здесь вот еще одна иконочка есть. Она появляется, если на доме есть какие-то мемориальные знаки, доски и так далее. Ну, здесь доска в память, собственно, Александра Гумилевского. У улицы тоже есть персоналия. Она может оказаться, конечно, обширнее, чем персоналия здания. Здесь вот у нас двое. Павел Константинович Гудим-Левкович, управляющий кабинетом его императорского величества. Это было учреждение, которое ведало личным имуществом императорской семьи. И поскольку поселение Новониколаевское наше и будущий город возникло на кабинетских землях, вот, то от выделения этих земель, вообще от политики кабинета, очень многое о судьбе нашего города зависело. Именем Гудим-Левковича и была названа улица Коммунистическая до 1920 года,
когда она называлась Гудимовская. В качестве портретной иллюстрации здесь выбран эскиз к полотну Репина «Заседание Государственного совета», членом которого Гудим Левкович был. Обратим внимание, что в персоналию путеводителя входят только те личности, у которых есть, ну, как бы сказать, место на карте города. То есть улица, дом, сквер, памятник. Это не полный список, конечно, выдающихся личностей, которые связаны с городом Новосибирском. И в архитектуру, и в персоналию можно войти через общее меню. Там информация, конечно, как-то категоризирована по периодам. Пожалуйста, вот архитектура 20-30-х годов. В основном это, конечно, знаменитый наш новосибирский конструктивизм. Вот здание Госэлектросиндиката. Точно так же имеется современная фотография, имеется достаточно интересная историческая. Это страница из справочника «Весь Новосибирск» 1931 года из фонда в нашей библиотеке, где была размещена реклама учреждений, которые в этом здании находились на 1931 год. Точно так же персоналия. Ну вот, например, далеко не ходить, Адриен Лежен, парижский коммунар, старейший участник Парижской коммуны, который последние годы своей жизни провел в Советском Союзе. И в Новосибирске у нас он оказался после начала войны, он был сюда эвакуирован, здесь он скончался, в Новосибирске был похоронен, сохранилась его могила, точнее, сейчас это уже кинотаф, пустая могила, потому что останки Лежена были перезахоронены. То есть они были вывезены во Францию, вот, и там похоронены на кладбище Пер-Лашез. Здесь мы видим еще один значок, который раньше нам не встречался. Это парки и скверы. Сквер Героев Революции, да, который не просто городской парк, но еще и некрополь. Вот о нем здесь тоже есть информация. Место, связанное с Леженом. Что еще имеется? Список храмов города, список парков и скверов. Далеко не все списки полные. Они продолжают наполняться. На карте выглядит все точно так же. Что это? Дом Аэрофлота. Пожалуйста. Точно так же краткое описание, точно так же фотография. Пользуйтесь с удовольствием. Спасибо. Также. Ну так, слышно. То есть еще раз скажу большое спасибо. Определен подход верный к подготовке материала. Категории потребителей определены, да, средства, через которые заходят эти потребители. Вопрос, вот вы создатели библиотека, я не услышала, может быть, это предусмотрено, есть ли раздел списки литературы с последующим там выходом к полным текстам, если те же школьники или путешественники заинтересовались определенным объектом, предусмотрено ли это? А так ресурс просто блестящий. Это мобильная версия, я уже говорила, что это будет предусмотрено в большом сайте, с которого с мобильного устройства по ссылочке «Что дальше» можно выйти и получить большую информацию. Елена Николаевна, а на сегодняшний день востребованность вы изучили, как вообще работает? Есть ли обратная связь? Вот вы попали в свою аудиторию, это то, что ей нужно?
Мы выходим в школы, приглашаем ребят, проводим дни информации краеведческие, и там обязательно показываем, и прямо и в районах наших, мы показываем и рассказываем о ресурсе. И потому как глаза детей горят, когда они, знаете, сидят и тут же пользуются нашим ресурсом, они же не просто посмотрели вот фильм и все, они тут же скачали этот QR-код, и тут же все сидят, я вот рассказывала, они сидят и в нем уже работают. То есть они уже знакомятся и уже знают, что такой ресурс есть. Ну, я не знаю, конечно, будем надеяться, что при своих прогулках по городу они не только сами, но и своим друзьям будут показывать и рассказывать вот эти вот достопримечательности города. Мне очень понравился Пока ваш не сайт. Май сдали. Мне вспоминается фильм «Дракон». А это наши оружейники. Смелые люди, но всего боятся. Вот вы где-то краем уха услышали, что нельзя. Не, мы в Гражданском кодексе прочитали, там прям статья была, пункт. Поэтому, может быть, мы неправильно его протрактовали. Все понятно. Кто делал мемориальные доски, их уже нету. Ну, мы будем пользоваться. Они у нас есть, эти фотографии, поэтому... Ну да. Мы тоже решили проводить экскурсии, потому что у нас вот прям вот наталкивает. И у меня есть в коллективе краеведы, которые, в общем-то, экскурсоводы. Но также собираясь, знаете, с музеем города Новосибирска и с другими, они говорят, это наше поле деятельности, мы же проводим экскурсии, у нас свои лектора, а ваши еще недостаточно компетентны. Мы говорим, достаточно компетентны. И, в общем, тоже уже пробовали. Но не для больших групп, а для гостей, которые приезжают к нам в библиотеку. Да, слышно. Ну, не знаем, почему. Наверное, что через Google распространяли. Вообще, можно зайти на сайт НГОНП, там есть раздел проекты, и там городская сова. То есть и там заходите. И есть Новосибирский краеведческий портал, там тоже в новостях городская сова, и там тоже QR-код или по ссылке можно зайти. Да, ладно, слышу. В разделе о проекте хотелось бы библиотекарей, чтобы страна знала своих героев в лицо. Кто фотографировал? Нет информации совсем этой. Вот, который у нас ролики рассказывал, да. На самом деле отличный проект, просто поздравляю, прямо порадовался. У меня два вопроса, ну, такого, собственно, техническо-содержательного свойства. Первый, я просто, может быть, упоминали, но не услышал, какие карты использовали? Яндекс. Яндекс, да? Яндекс. На Яндексе. То, что слои там на Яндексе. Яндексе. Второе, собственно, ну вот мы и у нашей библиотеки, и вообще у библиотек Москвы достаточно обширный опыт сотрудничества с платформой Easy Travel. Мы там много чего делаем. У нас была большая сетевая программа
когда Ирина Добрынина была директором Некрасовки совместно «Прости Москву», где мы массу ресурсов, были ли мысли вообще ее использовать, потому что она еще позволяет делать истории с голосом. Это аудиогиды, в принципе. У нас работает ряд туристических агентств, делается даже проект, когда ребята-гиды по городу на Easy Travel разместили свой аудиогид. Поэтому, пока в перспективе, думаем. Вообще, мы свой аудиогид разрабатываем. Коллеги, с Easy Travel кто-то работает активно? Да. Многие работают. Просто, там музейщики, да, на Адитах вывозят специально. Может быть, имеет смысл там с Оксаной Турской поговорить как-нибудь да. Потому что просится еще история с голосом сюда. И третий момент, вот вы про детей упомянули, здорово, что они там сразу включились и начали использовать. А была ли мысль их вовлечь в, может быть, дальнейшее развитие? Вот я говорю, мысль уже есть. Ребята будут начитывать аудиогид. Отлично. Аудиогид по маршруту. Все, спасибо. У меня маленький вопрос. Я зашла сразу тоже на проект, посмотрела его с мобильника. Вообще очень здорово, просто супер. Но я не совсем поняла. Вы сказали, что там есть отсылки к библиотеке. Общую ссылку я нашла. Это Оля, только планируется, это планируется. К Новому году мы планируем к концу года понятно. сделать сайт. Тогда будет что дальше, и на сайт выход. Все понятно. Пара вопросов, которые возникли по правовым аспектам. Но Сергей Борисович меня опередил. В самом деле, не исключительные права передаются. Значит, просто спросите у вашего фотографа. Бывают ситуации, когда исключительные, да, там имущественные, скажем, права, запродал душу, но тогда на какой срок, да? То есть автоматом эта проблема не решается. Теперь проблема с досками, нет ее. Есть другая вещь, которая регулируется, обратите внимание, не законодательством, не вот этой статьей, да, в Гражданском кодексе, а законом о музейной деятельности, о музеях. Смотрите, нельзя без согласия музея фотографировать для коммерческих целей и использовать предметы, которые хранятся в музее. Но, внимание, под барабанный бой. Некоторые объекты хранятся не внутри музея, а снаружи. Яркий пример – Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Ничего себе предметик, да? Так вот, он относится к ведению Эрмитажа, да? И когда у нас один журнал решил сфотографировать, то он получил судебный процесс. Понятно, да? Поэтому, если вы случайно знаете, что какие-нибудь мемориальные доски стоят на учете как объекты музея, вы обязаны у него спросить разрешение. Но обратите внимание еще раз, запрещено без согласия использовать только в коммерческих целях. Значит, в хорошем варианте вы приходите в музей и говорите: ребята, мы не коммерческие, мы не продаем, вот у нас справка. Можно? Можно. До свидания. Проблем больше нет. То есть прежде чем пугаться, абсолютно, смотрите внимательно на законы. Вот этот закон, обратите внимание. Ну а тут, да, тут выход простой. Стаффаж. Если вы поставили рядом с мемориальной доской человека, который, я не знаю, там ее разглядывает, вы решили проблему. Второе, что я хотела сказать. Возможности раскрутки. Смотрите, поскольку это молодежь, и возможности продвижения должны быть не только походы в школы с рассказами. Квест, в котором они без этого не справятся. Да? Игры, вот как у доброго народа Коми есть на сайте «Дивная игра», сложные игры не для маленьких, с которыми вы тоже не справитесь без этого. И еще одна возможность, как ассоциация будет странная. В Питере есть пространство «Легко-легко», которое зарабатывает деньги для благотворительности. Они по заказу, сейчас поймете ассоциацию, они по заказу людей делают маленькие керамические модельки конкретных зданий. Вот я могу сказать, я живу на Московском проспекте 75, сделайте мне вот такую вот моделечку точную моего дома. Попробуйте, вот я не знаю, может, сумасшедшая идея, заказать улицу, заказать мой дом, да? И тогда тебе сделают, но только ты включайся, дорогой, тоже, расскажи про свой дом. Чем он интересен, не только как памятник архитектуры. Или скажи про свою улицу. Ты будешь волонтером и участвовать, а мы из этого сделаем и выложим со ссылкой на тебя.
И последнее, прошу прощения за длинноты. Мы, когда говорим про инвалидов, имеем в виду только незрячих или слабовидящих. Есть еще одна аудитория, прошу прощения за это слово применительно к ним, глухие. Для них мы теперь знаем, вот с Екатериной Игоревной, с прошлого года знаем, для них и тексты надо писать по-другому. Не только не аудио, да? А для них и тексты надо писать по-другому, потому что их родной язык не русский, а русский вот этот, как он называется, да? Русский жестовый. Они для них, мы как иностранцы. Вот для них делать аудиогид, вот не аудиогиды, а вот такие продукты, это зачет. Вот этому надо учиться. Мы на этот семинар не смогли привести, хотя собирались. Последний момент сорвалось, предпоследний. А в Петрозаводск попробуем привести замечательный мастер-класс очень хорошего музейщика нашего питерского. Вообще начинайте про это думать. Мы не слезем, пока вы не начнете это делать. Спасибо. Какого? Ну вот, коммерческая сторона. Своими силами ни копейки не истратили, да? Можно еще мне задать вопрос? Вот я понимаю, чтобы изучать востребованность календаря знаменательных дат, нужно провести специальные исследования. Вот в горящих глазах, позвольте мне усомниться, когда школьников усадили в класс, и они знают, что они должны отсидеть этот урок, у них глаза будут гореть в любом случае, потому что выбора у них нет. И возможность использовать вот это вот приложение, естественно, оно же оживляет. Они, безусловно, будут рады и довольны этому приложению, потому что вот до звонка еще нужно дожить. А вот пробовали ли вы посмотреть, это же интерактивное приложение, оно доступно, оно живет вот в этой вот среде. И пробовали ли вы анализировать отзывы на этот ресурс, существующие на ваших городских форумах, краеведческих каких-то сообществах? Вот как там люди оценивают Ну, мы этот пробовали, ресурс? везде пока восхищенные, понимаете? А нам надо критику, вот честно говорю. Потому что мы хотим получить какие-то предложения, да, что-то какие-то недостатки, которые мы бы вот добавили или что-то там переделали. Но пока только вот положительные моменты. Даже вот я уезжала, собиралась в командировку сюда, да, прислал журнал «Библиотека», что они посмотрели нашу программу и заинтересовались этим ресурсом. Пришлите нам срочно статью или там, ну, в общем, готовим теперь туда. Я путешественник, желающий ехать в Новосибирск. Я не знаю про ваш проект, я не знаю его точное название, я не знаю, что его делает Новосибирская областная библиотека. Как я могу на него выйти? Мы работаем с туристическими агентствами, которые присутствовали на презентации этого проекта, и мы, в принципе, договорились, что мы даем им флаеры, и они встречают, ну как, прям размещают в аэропорту, на вокзале, вот эти вот, не только наши флаеры, а свои. Тоже там у них об экскурсиях, которых, и там можно взять, допустим, флаер, а там QR-код. То есть там все наше описание, QR-код навел на бумажку, и все, ты там. А если я приеду не как организованный турист, а на машине? Так, ну, вот уж пока об этом вот не думали. Пока только такие точки, вокзалы и аэропорт. Спасибо. Все? Да. И мы переходим к следующему докладу. Марина Васильевна Добронравова, заведующая отделом отраслевой литературы Национальной библиотеки Чувашской Республики, заповедная Чувашия. Изучая, сохраняем. Добрый день, уважаемые коллеги. В своем выступлении я хочу рассмотреть электронные краеведческие ресурсы и продукты библиотек Чувашии, направленные на популяризацию особо охраняемых природных территорий. Социологический опрос, проведенный среди читателей Национальной библиотеки Республики, показал, что уровень осведомленности местного населения о существовании особо охраняемых природных территорий очень низкий. Зачастую местные жители даже не в курсе, что ближайшие к ним леса, озера и родники могут иметь особый природоохранный статус. Исследование показало, что население нуждается в получении информации об их деятельности. Старт по
планомерной работе популяризации особо охраняемой природной территории был дан старт в 2017 году в рамках реализации проекта создания мобильной культурно-экологической площадки, поддержанного Минприроды Чувашии. Проект предусматривал выездные информационные, образовательные, библиотечные мероприятия, экологические тематики на открытых площадках особо охраняемых природных территорий республики. Нами было организовано 4 эколаборатории по теме экологические просвещения населения и развития особо охраняемых природных территорий с участием 270 специалистов на базе этноэкологического комплекса «Ясно», этноприродного парка «Очаки», национального парка Чуваш-Варманя и Алатырского участка государственного природного заповедника Присурский. В ходе профессионального мероприятия были рассмотрены библиотечные технологии и практики в экологическом просвещении населения. Муниципальные библиотеки представили свои реализуемые проекты, связанные с природоохранной деятельностью и экологическим просвещением населения. Компетентное жюри оценивала работы наших коллег, среди которых были директор Чебоксарского филиала Главного ботанического сада Российской академии наук, кандидат биологических наук и заместитель директора по экологическому просвещению и экотуризму Государственного природного заповедника Присурский. И неформальное общение участники эколаборатории продолжалось ознакомительной экскурсией по особо охраняемым природным территориям. В рамках проекта нами была организована виртуальная выставка «Экологи Чувашии», которая содержит биобиблиографические сведения о более 80 экологах Чувашской республики, полные тексты изданий, публикаций на русском и чувашском языках, фото и видеоматериалы. Персоналия расположена в алфавитном порядке. При подборе материалов для выставки неоценимую помощь нам оказали научные сотрудники Государственного природного заповедника Присурский, Национального парка Чуваш-Вармания и заслуженный эколог Чувашской республики, автор готовящейся экологической энциклопедии Чувашии, Федор Александрович Корягин. Работа над пополнением виртуальной выставки у нас продолжается. И с настоящей выставкой можно ознакомиться на сайте библиотеки в разделе «Виртуальные выставки». Доступ виртуальных пользователей к информации об особо охраняемых природных территориях нашей республики мы организовали в текущем году путем создания на базе открытой платформы Easy Travel, о котором говорилось, эколого-туристические экскурсии заповедные Чувашия в рамках одноименного проекта, поддержанного Минприроды в текущем году. Цель экскурсии – ознакомить с особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, расположенные на территории нашей республики. Ресурс позволяет виртуально посетить Национальный парк Чуваш-Вармания, Государственный природный заповедник Присурский и его Алатырский, Батырский, Яльческие участки, 22 государственных природных заказника, 10 памятников природы и этноприродный парк Чувашской республики имени Аркадия Айдака. В ходе экскурсии можно узнать общие сведения о каждом объекте, их территориальном расположении, даны карты тоже, флоре и фауне обитающих на данных просторах. Воспринять красоту заповедных территорий помогут фотографии и видеоматериалы. Внимание специалистов, занимающихся воспитанием экологической культуры и экологическим просвещением читателей, Центральная библиотека имени Гагарина города Новочебоксарск предлагает «Зеленый день календаря». Ресурс объединяет большое количество различных экологических и природоведческих дат. Календарь не только знакомит с экологической датой, но и сопровождается викториной, чтением книги, кроссвордами, пазлами, списком книг. Здесь можно познакомиться также и с творчеством писателей, натуралистов, с краткой историей об особо охраняемых природных территориях, посетить их сайт. Центральной библиотекой Чебоксарского района создана экологическая страница Чебоксарского района Чувашской республики. На странице нашли отражение различные вопросы экологии. Полноценно представлена информация о природе,
экологической ситуации в районе, экотуризме, об особо охраняемых природных территориях района. Это Абашевский заповедник для степных сурков, памятник природы регионального значения Дуб Каремедь и Шомиковские колонии серых цапель. Полезны разделы экоистории Чебоксарского района, здесь дана библиография в СМИ, и эко-календарь, экологические сайты. Красоту природы, нашей природы позволяет увидеть, Чебоксарского района позволяет увидеть картину художников, уроженцев Чебоксарского района в рубрике «Природа района глазами художников» и красочные презентации библиотекарей района о родных местах. Во Всероссийском библиотечном интернет-конкурсе «Эффективные экологические просветительские практики для молодежи» в номинации «Электронный ресурс» сайт экологической страницы Чебоксарского района занял 3-е место и 1-е место в республиканском конкурсе «Библиотека 21 века» на лучшую работу по экологии. Данным ресурсом можно ознакомиться на сайте библиотеки в разделе «Электронные издания». Получить уникальный информационно-методический ресурс для дальнейшего развития эколого-просветительской деятельности библиотек позволили нам виртуальные площадки «Заповедные Чувашии. Изучая, сохраняем» и «Единый день действий через красоту природы в красоте души», организованная профессиональной группой чтения в меняющемся мире в социальной сети ВКонтакте. Это позволило нам сформировать актуальную ресурсную базу для аналитической и научно-практической деятельности библиотек республики по повышению уровня экологического просвещения и экологической грамотности населения. Знакомство с системой особо охраняемых природных территорий в Чувашии в библиотеках республики организовано также и через проведение публичных эколого-просветительских мероприятий по популяризации особо охраняемых природных территорий, флоры и фауны, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Чувашской республики. Так, в рамках реализации проекта «Республиканская эколого-библиотечная акция «Единый день действий» во Всемирный день охраны окружающей среды в более 300 библиотеках с участием свыше 7 тысяч человек состоялся у нас единый день действий через красоту природы, красоте души. Тематику и форму публичных мероприятий, конечно же, библиотеки выбирали самостоятельно, исходя из своих возможностей. Стало доброй традицией проведение на базе Чебоксарского филиала Главного ботанического сада Российской академии наук ежегодно 5 июня эко-гостиной через красоту природы, красоте души. В состязании на знание окружающей среды принимают участие учащиеся среднеобразовательных учреждений города Чебоксар и Новочебоксарск. Научные сотрудники Чебоксарского ботанического сада рассказывают школьникам о древесной растительности и цветочно-декоративных растениях филиала, а в игровой форме проверяют их знания. На площадке литературной дети читают собственные стихи и стихотворения русских поэтов и писателей о родной природе, о временах года, различных природных явлениях. Посредством чтения произведений дети учатся бережному отношению к природе, умению чувствовать красоту окружающей среды. Мы надеемся, что благодаря усилиям библиотек нашей республики не только повышается уровень осведомленности местного населения о существовании особо охраняемых природных территорий, но и культуры взаимодействия населения республики с природой. Будут также выработаны экологические нормы поведения в данных территориях. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Вернусь вот к... Я все про это самое. Про маршрут. Ага. Еще на карту. Вот вы... Можно? Да. Да. Вышло. А вот сейчас. Да. Вы этот ресурс используете исключительно для виртуальных путешествий? Нет, это мы сделали так, чтобы не только это ресурс для виртуальных пользователей. Мы сделали сейчас, чтобы с любого компьютера можно было зайти пока. Не только с мобильных устройств, и с мобильных, и с локальных. Ну, вот я просто пошел бы дальше и подумал,
про маршруты, потому что Easy Travel это все-таки ресурс для реальных людей, которые путешествуют, да, потому что, ну вот они посмотрят на эту виртуальную карту, и кому-то захочется туда поехать в реальности. Это вот гадалки не ходят, да, если его продвигать. Если мы понимаем, что точка 1, да, у нас в одном месте, а точка 2 где у нас? Вот, Мы, знаете, данный ресурс сделали буквально сейчас в августе, в сентябре в рамках проекта. Дело в том, что мы планируем сейчас по районам их распределять. Сама система Easy Travel позволяет менять информацию как можно по районам, расположенные в определенных районах, чтобы человек, приезжая, например, в Батаревский район, мог посмотреть особо охраняемые природные территории этого района и сразу посетить близкие. Ну, то есть у вас пока укрупненные точки, там за точкой 1 там будет точка 1.1. Мы здесь, исходя из того, что выбирали сначала федерального значения, а потом уже, как я уже говорила, заказники, природные объекты и все вот так. Ну вот просто я лично руками эти штуки делал, да, там вот, и, конечно, я бы уже сейчас для людей, там, для автомобильных путешественников, например, да, это просится, сделал бы там, вот подумал, сгруппировал их все-таки не по значимости федеральной, региональной и прочее, а по расположению, чтобы люди могли проехать и посмотреть, и это логично. А так отличный ресурс, но вот... Дело в том, что мы еще дополнять будем здесь и квестами, потому что если мы проводим мероприятия по продвижению, популяризации особых природных территорий, мы рассказываем, там есть текст, они должны с текстом работать, чтобы они, как поняли, уже квест, те же самые особо охраняемые природные федерального значения, чтобы они знали, какая, например, флора, фауна, территориально где находится, об их индивидуальности именно этого особо охраняемой природной территории. Это у нас все до конца года, мы все это сделаем. И хочу сказать, что в рамках проектной деятельности в течение 3 лет Минприроды нас поддержал на 100 000. Это отлично. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо. Вот попробуйте поразвивать именно маршрутную часть. Смотрите, кроме того, что нужно предлагать маршруты, да, вот нужно. Еще обратите внимание, люди, которые прошли, можно просто написать: пожалуйста, если вы прошли маршрутом, вот предложенным нами или своим собственным, предложите его другим и дайте описание вот вашего этого прохождения, дайте описание, мы его разместим. То есть тут нужно как можно больше интерактива, вообще говоря, вот в эту штуку, да, чтобы как можно больше в этом могли участвовать люди. И еще... Я прошу прощения. У меня какое-то немножко такое горьковатое сомнение вот во всех этих мероприятиях для школьников. Вот когда их посадили, рассказали про красоту души, ну, дети, внуки, да, мы сами, может, еще помним себя. Я, честно говоря, прошу прощения, я не очень верю, что им это интересно. Вот что они, вот когда это все, сейчас я буду красоту души свою увеличивать. Вот интересно бы потом проверять, вот не сразу, а через год, проверить, что они помнят реально. Вот что изменилось в их убеждениях. А вот так вот автоматом, вот сумма мероприятий. Я прошу прощения, мне кажется, что это не путь. Вот, прошу прощения. Мероприятий. Не люблю работать со школьниками, в принципе, вообще никак. Но приходится и... Во-первых, есть реакция сразу, когда дети после урока, если они просто отсидели, ушли, с мероприятия, с урока, особенно когда ты к ним приходишь в школу, ушли, да, ну, сидели хорошо, сидят обычно хорошо, ничего не жалуюсь. А если подходят после урока, если не бегут на перемену, не поднимаются сразу и никуда не бегут, еще подходит что-то спросить, уже большое спасибо. Но когда мы стали ездить в одну и ту же школу регулярно, ну, хотя бы 2 раза в год, мы приезжаем, у нас несколько человек, у нас библиотечный десант называется. Разные совершенно темы, разные люди, привозим с собой писателей. И когда они стали нас узнавать, здороваться, подходить, уже как-то воспринимается по-другому. Нет, все-таки что-то остается. Вот начинаешь понимать, что что-то остается.
И когда приходишь в один и тот же класс, уже не в первый раз, но с другой темой, и реакция на тебя уже другая, они воспринимают нас совсем не как учителей чему-то. Ну, понятно, что мы не учителя, мы у них спрашиваем, но оценки-то не ставим. Все равно даже по отношению к классу чувствуется, что что-то запомнили и осталось. Ну, спасибо и на том. Вот главное, чтобы это были одни и те же дети регулярно. И тогда их уже можно полюбить, да? Спасибо. А мы переходим к мастер-классу. Я приглашаю Елену Георгиевну Хапланову, руководителя Центра визуальной информации Российской государственной библиотеки искусств, с темой «Работа в библиотеках с коллекциями листовых краеведческих материалов. От комплектования до использования». Здравствуйте, дорогие коллеги. Очень приятно, да, видеть знакомые лица. И, конечно, прежде всего я хотела сказать, что большое спасибо, что вы нас пригласили. Не знаю, конечно, смогу ли я сегодня, например, что-то дать вам, какую-то очень полезную для вас информацию, потому что мне нужно для этого, наверное, больше времени. Но я попытаюсь какие-то такие блоки все-таки осветить. Но если будут какие-то вопросы в дальнейшем, то пожалуйста. И сразу хотела сказать о том, что я, хотя и назвала свою презентацию «Работа в библиотеках с коллекциями листовых краеведческих материалов от комплектования до использования», да, но вообще у меня презентация, конечно, больше посвящена изоматериалам. Дело в том, что наша библиотека, Российская государственная библиотека искусств, она с момента своего основания, с 22 года, очень активно занимается работой с изоматериалами, в частности, наш отдел, Центр визуальной информации. Для нас очень важно собирать этот материал, хранить, сохранить, исследовать и, конечно, использовать. Используем мы его достаточно активно. Но вы все прекрасно знаете, что изобразительный материал, у него разные абсолютно формы, разные виды. Конечно, многое из того, что я вам сегодня, наверное, покажу, есть и в отделах краеведения, потому что носят они чисто краеведческий характер. И даже, может быть, покажу то, что на что вы никогда не обращали внимания. Но дело в том, что мы довольно часто проводим конференции, семинары, посвященные работе с документами, которые имеют не только книжную форму, но и листовой материал, так же, как и ваши краеведческие документы, они также не только книжные, но и листовой материал у вас присутствует, и другие виды документов, я знаю. Это и фотографии, это и картографические документы, это у вас все есть наверняка. И конечно, эти все, мы знакомимся с библиотеками и понимаем, что есть какие-то определенные вопросы, на которых пока, может быть, даже скорее больше вопросов, чем ответов. Потому что какие вопросы обычно люди создают? А мы собираемся с музеями, с архивами, с коллекционерами. Вопросы такие. То есть от начала, от собрания, от комплектования, какие принципы, какой критерий отбора и так далее. Затем, конечно, организация фонда, какие правовые там документы. Конечно же, сохранность фонда – это обязательно, описание этого каждого документа, использование. Но сегодня я даже послушала, посидела и здесь с вами, и я увидела, что использование у вас просто великолепное. И даже те примеры, которые я, наверное, сегодня приведу, они у меня уже, наверное, устарели, потому что многим у вас надо поучиться. Ваши эти программы, которые вы сейчас показали, просто дорогого стоят. И за это вам большое спасибо. Что бы мне хотелось, давайте я возьму это, попробую, да? Пойду по слайдам, чтобы не очень расплываться. Так, куда нажимать? Туда, туда, туда. Я уже вам говорила, что мы проводим различные семинары
в том числе обучающие. Почему обучающие? Потому что у нас вот после всех наших, так сказать, проведения наших анализов, мы поняли, что у людей в основном такой один из основных вопросов – это комплектование, получается, учет и описание. И поэтому мы у себя в библиотеке, и не только в библиотеке, у нас было несколько интересных заседаний, в регионах мы ездили, где проводили вот такие обучающие семинары. Впоследствии были сделаны несколько методических рекомендаций. В частности, вы здесь видите по описанию изобразительных документов машиночитаемых форматов. И вторую небольшую методичку, вот я ее привезла, это описание открыток. Мы это сделали по запросам коллекционеров, которые не работают в машиночитаемых форматах, а им как раз тоже необходимы такие документы. Автор этой методички здесь сегодня со мной, она потом вам расскажет о базе изобразительные материалы. И позже уже в 2017 году по заказу нашего Министерства культуры мы подготовили вот эту методичку работы с изобразительными материалами в библиотеках. Здесь собраны такие основные направления, как раз комплектование, учет, описание немного, сохранность. Если говорить о сохранности, то сохранность, конечно, мы опирались на все документы, разработанные Центром консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки. Проводили достаточно серьезную работу, и поэтому, в общем-то, я считаю, мы имеем право об этом здесь писать и говорить. Но еще раз вернусь к изобразительным материалам, которые имеют действительно различные формы, разные конструкции. Мы говорим сегодня, конечно, больше о листовых документах. Это и произведение графики, это прикладная графика, это, конечно же, репродукция, открытка и фотография. И, конечно, нас сегодня интересует именно листовой документ, который особенный, у него особенное изучение этого документа и особенное описание. Ну, помимо, конечно, я вам вот уже говорила, что и помимо изобразительных документов собираете вы наверняка фотографии и картографические документы, которые тоже не сохранятся не только в виде атласов, но и в виде листовых материалов. Что касается прикладной графики, как показала практика, во многих региональных библиотеках собирается очень активно именно прикладная графика. Это, конечно же, такой документ, который в регионах можно встретить, относящийся именно к этому региону. А каждая библиотека, она, конечно же, комплектуется в соответствии со своей спецификой. И каждый библиотекарь, библиотекарь, я имею в виду тот человек, который сформирует коллекции, он тоже ориентируется на своих читателей. Это в первую очередь. И в прикладную графику сюда входят и программки театральные, и меню различные, и этикетки, которых очень много сохранилось, и люди собирают их, и какие-то даже упаковки картонные. И вот я вам показываю несколько вариантов. Конечно, отдельно стоят экслибрисы, только не те, которые на книгах, а отдельные, которые существуют. И вот эти замечательные спичечные этикетки, так называемые филуминии, я вам просто покажу несколько таких вариантов. Конечно же, листовки. Их достаточно много. Они носят и пропагандический характер, и информационный, и рекламный характер. И, конечно же, во многих библиотеках такой материал тоже собирается, непосредственно связанный с тем или иным, опять же, регионом или с тем или иным каким-то событием. Ну, потому что, если говорить о, например, вот даже книжные закладки, да, я просто видела удивительные коллекции той же библиотеки Нижнего Новгорода. Там великолепные коллекции книжных закладок, которые они очень гордятся. И мне кажется, эти документы тоже достаточно интересны.
Пригласительные билеты – это еще один вид документов. Бонистика – это тоже такой замечательный вид документов. И вот посмотрите, например, вот на эти образцы альбомов тканей. Это из нашей коллекции. Мы собирали такие альбомы тогда, когда еще никто не обращал внимания вообще вот на такой материал. Но в результате сейчас это оказалось, что это раритетный материал. И почему он таким стал? Потому что нет трехгорной мануфактуры, которая была в Москве, нет Красной Розы, этой замечательной фабрики. Остались вот такие образцы, которые они выпускали, начиная там со своего основания и до момента своего закрытия. И в ваших регионах такие предприятия тоже существуют. И от них иногда тоже ничего не остается, только какая-то память. И вот вы проводите экскурсии, рассказываете, здесь был, сейчас нет, и ничего нет. Но вот, слава Богу, есть какие-то промыслы, которые остаются, а вот некоторые, к сожалению, уходят. Посмотрите, вот такие даже появились коллекции. Всем вам известные это кружки, подпевные кружки, да, ставятся. Опять же, какие? Не иностранные берем, а берут свои региональные. Бирдекель, так называемая, подставка под пивную кружку. Или вот это меня вообще поразило, это воблер, такое несколько рыбацкое что-то название. Это такие новые вот эти рекламные элементы, которые появились на какую-то продукцию, не на таких вот крючочках, да, болтающихся в магазинах. И их люди стали собирать. Почему? Потому что там идет реклама местного комбината. И это тоже важно. Вот этот меня, конечно, очень поразило. Это так называемая эзотеристика, это коллекционирование проездных документов. Но вы знаете, что оказалось это тоже интересно, и оказывается, это тоже может использоваться. Мы даже стали собирать такие билеты, билеты на метро и так далее, и там карты «Тройка», и действительно это оказалось очень заманчиво. Конечно же, конверты, но здесь вот эти конверты, они интересны тем, они интересны рисунком своим. Это особый вид коллекционирования, и на это стоит всегда обращать внимание, потому что на них отражаются исторические какие-то события. А я все-таки считаю, что вот краеведение – это не только любовь, изучение своего края, да? Все-таки начинаете с семьи, начинаете со своей малой родины, изучаем всю нашу страну, а дальше, как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, переходим к человеческой культуре, к культуре всего человечества. Поэтому с вас много чего начинается. Ну, конечно, одни из самых больших коллекций в библиотеках – это, конечно, открытки. И открытки тоже все разнообразные. Очень ценятся открытки, которые как раз изображают прикладную графику. Их очень трудно найти на антикварных рынках, но они еще есть. И особенно интересны даже не дореволюционные, а вот эти открытки 20-х, 30-х годов. Они сделаны на плохой бумаге. Но если они вам встречаются, обязательно их приобретайте, потому что вот раритет открытки, вот эта ценность таких редких открыток растет из года в год. Хотя, конечно, вам, наверное, ближе больше видовые открытки, которые, опять же, рассказывают о вашем крае, но, конечно, если вот говорить об открытках видовых, то, понимаете, конечно, на многих открытках сохраняется то, что исчезло, опять же, чем она ценна. Так же, как и на фотографии. Иногда вот у нас вот в Москве выходишь на улицу и уже попадаешь в другой город. Буквально за один только год у нас 50 доходных домов снесли. Поэтому, понимаете, это просто катастрофа. И что остается? Остается либо открытка, либо фотографии. И когда мы, например, своим читателям даем открытки, у нас иногда молодое поколение спрашивает, а что это за город? Мы говорим, Москва. Не может быть. Понимаете? Вот это очень ценный документ. И он интересен не только своей визуальной, не только вот этой информацией, но и оборотной стороной, эпистолярным жанром, потому что там порой прописывают такие интересные вещи, которые рассказывают об истории. И открытка становится просто свидетелем эпохи какого-то исторического события. Знаете, вот у нас есть открытки, например, я просто вам приведу пример, я здесь их не приводила. Такая открытка после революции.
вышел циркуляр, когда нельзя было на открытках писать слова такие, знаете, такие, например, маменька, папенька и так далее. Надо было строго. Вот. А сохранились открытки, все-таки свой документ, да, где пишет: дорогие маменька, дорогой папенька, значит, живу тут-то, отпраздновал Пасху, да, и надеюсь, у вас все хорошо. Ну а как тут у нас? Ни муки, ни яиц, ничего. Что-то у господ большевиков все быстро закончилось. Вот видите, вот такой свидетель эпохи. Казалось бы, картинка абсолютно обыкновенная, а оборотная сторона рассказывает о многом. И таких свидетельств, я вас уверяю, вы найдете огромное количество. И не только на открытках, но и на фотографиях. Потому что на фотографиях тоже иногда писали интересную информацию. Но вот если говорим о комплектовании фонда, я вам тут привожу просто документы, на что обычно опираемся, и просто как рекомендация вот такое создание такого плана графика, который определяет количество, стоимость закупки, источники и сроки комплектования. Вот за это время можно изучить и рынок, потому что, конечно, многое приходится, ну, что-то дарят, но приходится и покупать. И вот когда мы говорили, вот здесь вот звучал вопрос об авторских правах, то вот существует такой договор купли-продажи, и в этом, кстати, договоре все и оговаривается, все авторские права, и все наследование законно, и так далее, и тому подобное. Ну, я думаю, документы, возможно, вам эти знакомы, но я все-таки привожу их пример. Конечно же, и также пожертвования – это дары, их никто никогда не отменял. Мы выделяем для себя несколько методов комплектования листовых материалов. Такой систематический метод, тематический и комплексный, который объединяет и сочетание систематического и тематического метода. То есть мы, вот наша библиотека, она, например, больше придерживается тематического подхода, потому что мы бывшая театральная библиотека, и у нас театральная тематика всегда была главенствующей, она до сих пор такой у нас и осталась. Опять же говорю, что все зависит от специфики любой библиотеки, вот и вашего читателя, что интересно и на что будут обращать внимание. У нас так и остается театр, и поэтому мы продолжаем эту коллекцию, несмотря на то, что в 1991 году мы стали библиотекой искусств. И коллекция у нас продолжается, и есть свои интересные раритеты. И, кстати, что интересно, мы ведь покупаем фотографии не только, например, сцены и спектакли или чьи-то портреты, но и такие вот замечательные, как закулисье или репетиция и так далее. То есть мы как бы пытаемся охватить более широко эту тему. Ну, вот это у нас коллекция, так считается, такой, знаете, своеобразной энциклопедией театральной. Но, конечно, основные критерии отбора. Есть основные критерии, есть частные. Но основные критерии – это, конечно, ценность, авторство обязательно. У вас есть великолепные свои авторы, на которых вы можете обращать внимание. Тема, сюжет, актуальность, сохранность, естественно, документа. Потому что иногда принесут такое, что, ну, хотелось бы взять, но невозможно. Либо надо уже сразу реставрировать, а это деньги – ну, тогда приходится, конечно, отказываться. Я вот здесь вам привожу, но здесь плохо видно, может быть, некоторые примеры критерии отбора фотографии. Вот можете, пожалуйста, посмотреть. Есть такие же примеры отбора открыток. Сейчас уже практически то же самое применяют и к прикладной графике, и ко многим другим документам. Ну вот к книжным памятникам открытки сейчас причисляют, и вот видите здесь такой отбор, что как бы причисляют, что влияет на открытку как книжный памятник. Ну, как я вам говорила, цена открытки на антикварных рынках вообще складывается из многих факторов. Не только то, что там причислили к книжным памятникам, степенью редкости, конечно, имя автора, редкость сюжета, редкий почтовый штемпель обязательно повышает стоимость открытки, и на редкость открытки влияет также ее принадлежность к каким-то известным людям. И у нас вот был такой интересный момент, я вам просто приведу пример. Нам принесли коллекцию открыток композиторов,
конец 19-го, начало 20 века, но я могу сказать, что у нас очень, эта коллекция достаточно большая, и мы могли бы на нее вообще не обращать внимания. Тем более там все черно-белое изображение, но мы ее все-таки взяли и не пожалели, потому что я вот говорю о том, что комплектование – это очень такой удивительный момент. Надо всегда держать руку на пульсе и быть внимательны к тому, что вам приносят. Изучать эти документы со всех сторон. И с одной, и с другой стороны, и сбоку, и как угодно. И историю ее бы хорошо знать, что там было. И вот среди этих черных-белых фотографий было 4 цветных открытки, которые принадлежали Марии Александровне Цветаевой. Это мать Марины Ивановны Цветаевой. 4 ее письма. Понимаете, как интересно? А мы могли это упустить, а мы все-таки не упустили, потому что взяли и стали их внимательно рассматривать. Поэтому я всегда говорю, что комплектовать нужно очень и очень внимательно. Для организации такого фонда, ну, я вам привожу примеры наши, документы наши, конечно, положение, как бы мы его выделяем в специализированный фонд, и вообще у вас же есть свои вот эти отделы краеведения. Мы считаем, у нас отдел Центра визуальной информации, мы считаем, что такого плана материал должен храниться в отдельном хранилище, в отдельном фонде. И вот в нашей ситуации мы и инструкции разработали, и положение, и профиль комплектования. То есть эти все документы нами были специально разработали под эти коллекции. По поводу учета скажу о том, что есть вот основные документы, о которых вы здесь сейчас видите, конечно, акты, книга суммарного учета, инвентарные книги. И отмечу такой факт. Мы просто сами с этим сталкивались. И я видела это во многих библиотеках. Иногда инвентарные книги на листовой материал ведут в одной книге. То есть все, там прикладная графика, там открытки, там фотографии, там все что угодно. Это неправильно, поверьте мне. Мы этот опыт прошли, мы это все изменили. У нас теперь на каждый вид документа свой инвентарный номер и своя инвентарная книга. Это гравюра, отдельная книга, прикладная графика, еще одна книга, открытка, фотография, репродукция. Это все разные. И коллекционные альбомы, которые я вам показывала, это тоже отдельные книги. У каждого фонда свой хранитель. И, кстати, этот хранитель, тот самый человек, который, его решающее слово при комплектовании фонда. Потому что как только не он может знать, что нужно комплектовать. Не то, что ему сверху спустят, то, что никому вообще никогда не пригодится, а именно этот человек может знать, что надо докомплектовывать, что надо дальше с этим делать и как это нужно в дальнейшем использовать и обрабатывать. Вспомогательные учетные документы, я хотела на них обратить внимание. Здесь вот вы видите различные акты приема, потому что выдачи, потому что эти документы, они достаточно часто спрашиваются даже во внутренней работе библиотеки. Когда? Когда происходят выставки. А это очень красивый материал и информационный. Один лист иногда может заменить целую книгу. И поэтому, конечно, необходимо, чтобы эти документы не гуляли просто так без выдачи, а всегда оставались с такими... Да, должен быть обязательно документ. Хранение фонда, я уже вам говорила, что мы его опираемся вот на все эти ГОСТы, которые здесь представлены, и на свое положение о сохранности документов. Мы сделали отдельные хранилища, при своем, кстати, может быть, кто-то бывал в нашей библиотеке, она маленькая, но мы нашли место специальное для хранения фотографий, специальное место для хранения открыток, вы видите здесь, вот специальное место для хранения гравюр, и в нашем еще фонде хранятся эскизы. Это редкий материал, он есть не во всех библиотеках, но я хочу сказать о том, что я получаю иногда письма от некоторых библиотекарей, которые пишут мне о том, что когда у них проводятся выставки чьих-то работ, то художники им дарят, и у них это остается.
картины, рисунки и так далее, и так далее, и так далее. И они уже дальше не знают, что с этим делать. Так вот у нас был разговор с Иркутской библиотекой на эту тему. Впоследствии я им отправляла вот этот наш профиль комплектования, который мы разрабатывали сами для себя, и где мы прописали, что мы можем хранить такой материал, можем, но строго выборочно. То есть выборочно, строго и так далее. Ну, вы знаете эту всю систему. И, в общем-то, действительно можно создавать эти фонды. Это не только приоритет музеев, библиотеки тоже это хранят. Но я вообще считаю, что и библиотеки, и музеи мы делаем одно дело, и нас вот так разделять иногда нежелательно. А вот здесь вы видите хранилище фотографий. Мы специально даже закупаем оборудование, вот эти коробки немецкие, специально для хранения фотографий. Ну, по поводу использования я, конечно, не буду много вам об этом говорить, потому что я думаю, вы прекрасно знаете, как все эти документы использовать. Единственное, хочу сказать, что действительно проводится ведь очень глубокое исследование многих документов, и они открываются и показывают, такие интересные сюжеты можно создать. И вот когда грамотно собираешь эти документы, когда грамотно их уже описываешь, то они вот могут стать той самой информацией и для создания каких-то телепередач, и для каких-то художественных фильмов, и для издания книг, альбомов, и для учебного процесса. В нашей библиотеке занимаются постоянно студенты в школы-студии МХАТ, студенты в ГИКа, студенты ГИТИСа. Это будущие художники, и они очень активно используют листовой материал. Они используют гравюры, они используют открытки и так далее, и так далее. Приходит архитектурный музей, институт, которым тоже нужен такой материал. И поэтому мы, конечно, все эти документы для них стараемся предоставить. И еще я хотела показать вот такой момент. Есть же коллекция, есть большое собрание. Вообще на каждое большое собрание, вот, например, на фонд, нужно делать паспорт специализированного фонда. Он у нас существует. А есть еще краткие характеристики коллекции, которые вам в дальнейшем тоже могут помочь в работе. Вот я вам покажу пример. Например, коллекция собрания Сергея Николаевича Лисевицкого. Он был нашим читателем. Он потом вот эту коллекцию свою нам подарил. Он фотографировал Москву, кстати, фотографировал мемориальные доски. Это было все 50-е, 60-е годы. Сейчас от этой Москвы мало вообще что уже осталось. И на сегодняшний день эта коллекция стала очень и очень востребованная, потому что надо знать историю города и так далее, и так далее. Поэтому этим вопросом занимаются. И здесь, вот вы обратите внимание, здесь помимо видов городов, здесь еще представлены особые, есть такой пункт, особые экземпляры. Там в этой коллекции Лисевицкого оказались фотографии наших иерархов Русской Церкви. Это как раз советский период, когда почти их никто не снимал. А потом, когда наши хранители начали заниматься именно не только самой коллекцией, но и личностью Сергея Николаевича, оказалось, что он был личным фотографом патриарха Пимена. То есть вот такую историю мы для себя открыли, и у нас проводилась выставка, вот видите, «Молитва во мраке», а потом у нас уже патриархия брала эти фотографии для того, чтобы напечатать в своих журналах, потому что у них таких документов не оказалось. То есть и здесь мы вот это стараемся все отмечать. Вот я вам хочу просто показать, это сам Сергей Николаевич, вот такого плана фотографии. Да, и здесь еще вот одна коллекция, это коллекция нашего основателя Александра Александровича Фомина. Он, помимо того, что занимался основанием библиотеки, созданием библиотеки, он был человек очень разносторонний, и это тот самый человек, который, можно сказать, сохранил генуэзскую крепость в Судаке, потому что он вместе с Усейном Баданицким были организованы археологические экспедиции, в которых он участвовал, а потом он предоставлял документы для исторического музея о важности сохранения этой крепости.
И у него сохранились фотографии, которые они делали тогда, в те далекие годы. Они остались у нас в библиотеке. Вот видите, мы устраивали несколько выставок, чем покорили просто Бахчисарай, потому что Усейн Баданинский был основателем Бахчисарайского музея. И они жили там долгие годы. И вот эти экспедиции по Крыму, как раз мы выделили Бахчисарай и показали там эту выставку. В дальнейшем мы сделали комплект открыток, вот такой вот, из этих фотографий. Это, ну, я считаю, да и не только я считаю, это достаточно редкие изображения, потому что, к сожалению, в Бахчисарае тоже многое это не сохранило. И я вам уверяю, что ценность этого комплекта достаточно уже на сегодняшний день высока. Я привезла вам в подарок в вашу библиотеку один такой комплект, потому что у нас не так их много. Вот. Ну, еще раз хочу сказать, что все эти материалы прекрасно участвуют в выставках. Я вот вам показываю. И, конечно, наша главная задача – предоставить этот материал читателям, показать их не только через выставки, но чтобы они могли изучать их через каталоги. И у нас в нашей библиотеке была создана отдельная база данных изобразительного материала, куда так же, как и в инвентарных книгах, мы все разделили: гравюра, прикладная графика, фотография, открытка, репродукция. И более подробно вам вот об этой базе данных расскажет моя коллега Татьяна Анатольевна Глазунова. Спасибо. Все. Дорогие коллеги, так слышно, да? Я думаю, что вы согласитесь со мной, и от вашего имени хочу поблагодарить Елену Георгиевну. Назрело, подошло время, когда нужно очень активно использовать вот такой листовой визуальный материал. Ну, а для нас уже, для калининградцев, это невероятно важно. Почему? Потому что довоенная история существует и послевоенная. Поэтому, конечно же, для нас, например, история открытки, коллекция открытки – это настолько важно. Я хочу поблагодарить Елену Георгиевну и за конгресс 2016 года, когда она нам подарила и методические материалы. Мы очень активно это используем. Вообще можно говорить очень много таких спасибо, потому что все, что сегодня показано, даже название коллекции, коллекционирование, вот все, что было, мы все собираем, начиная от спичечных каких-то до крышек от пивных бутылок. Ну, это можно говорить долго. Вопросы. Вот я так, может быть, сумбурно, но вы говорили о том, что даже открытку можно отнести к книжным памятникам. Но мы знаем, что книжные памятники – это, если печатный, до 1830-го. Ну, открытка знаете, у нас… Да. Вот сейчас я хочу уточнить, да. А у нас 1 октября 150 лет. У нас уже мероприятия намечены на афишу. Да. В афише. Дело в том, что это разработка Российской государственной библиотеки. Так. Они пытаются из-за материалов ставить в книжные памятники. В частности, гравюры, которые, естественно, они подходят туда. Но, опять же, сделали эту разработку на открытку. Но пока это как вот еще такой, знаете, я вам привела пример. Так как РГБ предлагает определить открытку по каким критериям, как книжный памятник. И сразу возникло миллион вопросов у филокартистов, у библиотекарей, у музеев. Это вопрос будущего. Но я просто хочу сказать, что открытка сама по себе ценно, редко, можно не причислять ее, пожалуйста, к книжным памятникам, но собирать ее надо. И вот к тому, что еще раз хочу сказать, что действительно коллекций много во многих библиотеках. Я прекрасно знаю, вот коллекция в Калининградской библиотеке, она великолепная, она постоянно пополняется. Мы проводили семинар в Астрахани. У них были открытки в редком фонде, да, и тоже в отделе краеведения. И когда мы говорили о комплектовании и дальнейшей, так сказать, судьбе открытки, то они задумались, как быть, как им поступить. Я говорю, ну да вы попросите жителей своих, и жители придут к вам на помощь.
И через несколько лет я получила письмо, которое мне написали, что нас завалили открытками, буклетами. И мы сейчас сидим и разбираем их, это так интересно. И я думаю, что такие вот тоже можно посылы делать. А то, что книжные памятники, это... Да. Ну, у нас открытки, может быть, как и у всех в библиотеках, и в фонде редких книг, рукописей специальных коллекций, и в архиве местной печати, и в краеведческом фонде, ну и в других есть фондах библиотеки. И мне понравилось, что, конечно, сейчас мы будем тоже продвигать либо отдельный фонд, а у вас центр визуальных документов или информации, визуальной информации. Это вот тоже об этом нужно думать. Конечно, меня очень волнует вопрос учета. Вы говорили об отдельных инвентарных книгах и так далее. У нас и афиши, и листовой материал все проходят по одним. Да. Это у многих, наверное, многие согласятся. Это, знаете что, это такая ситуация, когда она потом заведет вас в тупик, как нас завела. Так как у нас это давно происходило, да, и когда начались проверки счетной палаты и так далее, то мы с этим вот столкнулись, и было принято решение, что надо все-таки разделять, и мы все разделили. Мы в свое время все разделили, и это сделали правильно. Это и для проверки удобно фонда, и понятно, кто за что несет ответственность, а так вообще непонятно, что, и люди иногда там писали все, что угодно. У нас в одной инвентарной книге было написано «Джоконда», и все. Понимаете, Леонардо да Винчи. И вот все в Лувр едут, а надо было к нам в библиотеку ехать, потому что она у нас хранилась наверняка долгие годы, только мы не знали об этом. Вот поэтому за этим нужно, конечно, строго следить. А книга суммарного учета тоже, я так полагаю, что должна быть... Суммарный учет, индивидуальный учет. Вот так получается. А вот картины. Картины у нас находятся на балансе библиотеки. Нам дарят. У нас в Центре регионоведения много картин, но они находятся на балансе библиотеки. Инвентарный номер стоит, но не проходит же по инвентарным книгам, вы понимаете, как наши документы, да, печатные и так далее. Во многих библиотеках так. Посмотрите, и в той же библиотеке РГБ огромный. А как можно? Ну, понимаете, мы-то пошли от своей коллекции, правильно? У нас своя коллекция эскизов художников театра и кино. И мы от нее уже пошли, поэтому сделали. Да. То есть, и уже на сегодняшний у нас вопрос не возникает, когда нам что-то приносят. У нас уже есть куда это положить, понимаете? Но это строго ведь выборочно. Я не буду брать абы что, потому что у меня четко прописано, что я беру. Понимаете, какая ситуация? Так как этим фондом я частично занимаюсь, поэтому я, конечно, буду четко отбирать. Я либо буду брать театрального художника, или какой-то театральный сюжет. Фонд редких книг, рукописей специальных коллекций, я так полагаю, позволяет, наверное, да? Слово «специальные», наверное, позволяет, да? То есть, вообще это дальше работа. Вопрос учета, вы знаете, поднимается довольно давно, потому что мы хотели даже провести какое-то отдельное заседание по учету именно этого материала, потому что вопросов много. И мы разговаривали с коллегами из РГБ, они тоже занимаются этим вопросом, и к единому мнению все равно не приходят. И вот думаем, что надо на эту тему отдельно просто поговорить и принять какое-то единое решение. Почему мы пытаемся все-таки объединить всех? Потому что должна быть единая политика у нас, у всех в этом плане. Надежда Михайловна, я думаю, на следующий семинар просто необходимо продолжить эту тему. Я уже Елену Георгиевну предупредила, у нас же принцип какой, все знают, всех впускать, никого не выпускать. Пока мы все не разберемся дотошно, окончательно в этой теме, мы от дорогих коллег из этой библиотеки не отстанем. Значит, я уже пригласила от вашего имени коллег на Петрозаводск с большим мастер-классом, серьезным, потому что к этому времени у нас накопится гора вопросов. Это сейчас так все благостно сидят, а в следующем году вы получите 100-500 вопросов. Да.
Да. И прошу прощения, очень коротенький комментарий, а может быть вы меня поправите. У нас, значит, есть 3 игрушки, да, здесь. У нас есть печатные, да, открытки, и они, например, учитываются как издания. У нас в каталогах, в крупных международных сводных, они идут туда же, где и книги, да. У нас есть неопубликованные, да, и давайте мы точно будем помнить, что они идут у нас в архив, да, в архивный фонд, и отражаются копиями в электронном краеведческом архиве. И есть картины, которые не идут ни туда, да, особенно если маслом, не полезет масло в наше никуда, да, то они идут, если у вас есть музейно-архивная работа, да, то они идут в музейные предметы. Читайте руководство, там про это сказано. Разделяйте. Все, пока. Да. Добрый день. Дело в том, что я об этом... Да. Пониже надо. Дело в том, что я буду говорить кратенько. Елена Георгиевна основные позиции уже рассказала. Я уже буду говорить конкретику, потому что я практик. Я зав. Отдела научной обработки нашей библиотеки. И начну я вот... Нет? Ага. Вот это как раз... Нет. А повыше как-то экран можно сделать? Он не все берет. Тут видно, да? Хорошо. Так, это как раз у нас паспорт на нашу базу данных, который мы отправляли для информрегистра. На тот момент, когда мы делали этот паспорт, информрегистр еще регистрировал все электронные базы данных, и это было обязательно. Вот 2007 год. То есть это обязательно было наименование базы данных, содержание базы, пользовательские его характеристики, тип базы данных и где зарегистрированы. Как вы видите, владелец и ведет этот ресурс Елена Георгиевна и ее отдел. Вот так Елена Георгиевна уже показала наш электронный каталог, то есть вы видите, наш читатель видит краткую запись на документ. И плюс мы сейчас уже практически каждый год цифруем то изображение, которое потом прикрепляется к библиографической записи. Это фотография. С фотографией очень сложно, как вы видите, ее обозвать, потому что практически нет названия, и поэтому библиограф сам формирует название этой, и женский портрет очень часто будет на фотографии. Это прикладная графика разного вида. То есть мы стараемся все-таки, чтобы было изображение, но когда нет, я подскажу, как действовать, когда еще нет изображения. Вот. Термин «изоиздание» используется в книжном библиотечном деле для обозначения печатных изданий, большую часть объема которых занимает изображение. Это по ГОСТу, где под изображением понимается воспроизведение живописного, графического, скульптурного произведения, специальной или художественной фотографии и графических работ. По материальной конструкции изоиздания подразделяются на книжные и листовые. Листовое издание – издание в виде одного или нескольких листов печатного материала любого формата без скрепления, где под листов печатного материала поднимается лист бумаги или ее синтетического заменителя, потому что даже открытка у нас в фонде есть и на металле, и на дереве, и на шелке, то есть разные виды открытки, то есть коллекции, заклады, которые мы видели, там вообще используется различный материал, поэтому вот можно сказать, что вообще все можно использовать для создания листового материала. Но все-таки основными видами листовых изоизданий, хранящихся на данный момент в библиотеках, являются открытки, репродукции, фотографии, гравюры. И когда мы начали работать над созданием этой базы данных, мы как раз опирались на 3 документа, которые надо было вводить в фонд. Они самые были востребованы. Это фотографии, это была гравюра, это открытка. Открытка по своему массиву, потому что это самый массовый был документ, который хранится в нашей библиотеке. Гравюра – это уникальный. А на тот момент в нашей библиотеке работала Мария Ермакова, которая как раз специалист по гравюре, поэтому описание, да,
Фалакье в руки. И спасибо, что на тот момент она была с нами, поэтому отработано описание библиографическое было как раз с нами. Потому что методических документов на описание вот 2 документов, то есть одного только документа, фотография. Фотография давно работает в фондах музеев и в фондах архивов, поэтому они прекрасно знали, как этим сработать. И есть методички музеев, которые как раз предлагались для описания этого документа. А все остальное разработалось вот уже в процессе работы. То есть все методические наши решения принимались уже в процессе работы с этими документами. Мы привели, Елена Георгиевна сказала уже в тесной контакте, мы были с крупнейшими специалистами крупнейших музеев Москвы, потому что, сами понимаете, мы в Москве находимся, поэтому, естественно, мы опирались на сотрудников, которые могли к нам приехать и не на 1, и не на 2 семинара. И также обязательно приглашали коллекционеров, потому что лучше, чем коллекционер, не знает, конечно, этот документ. Конечно, хранитель знает, но и коллекционер, когда рядом, мы больше узнавали тот документ, с которым работали. И разрабатывая те точки доступа и те идентификационные признаки документа, мы все-таки должны были понять, что в первую очередь будет спрашивать наш читатель. Поэтому нужно было не пропустить ни одного параметра. И вот эта группа, которая была создана, на тот момент с АПАКом работал мой отдел, а Центр визуальной информации знает документ. Поэтому такая связка оказалась очень полезной. Мы знали, как работать, а сотрудники отдела Елены Георгиевны знали, что туда должно войти. Исходя из специфики фондов и особенностей обслуживания, потому что отдел комплексный, он не только комплектует и описывает, хранит, но он еще и обслуживает читателей, поэтому все задачи мы попытались вот как раз реализовать в нашей базе данных. Мы включаем информацию о документе, его физическом состоянии, причем на тот момент у нас еще не было паспорта, но сохранности, но Елена Георгиевна у нас человек инициативный, и в 2014 году нами было подготовлено техническое задание для ДТМ фирмы, на основе паспорта, который разработал, паспорта сохранности, который разработал Центр сохранности и консервации Российской национальной библиотеки. Вот они попытались в электронном виде сделать такую базу сохранности. И с 2014 года мы ведем, так скажем, параллельно 2 базы. Вот основное библиографическое описание мы делаем вот в этой базе, которую я вам представляю. Но на те документы, которые требуют вот этого описания физического состояния, потому что мы так априори решили, если документ в прекрасном состоянии, то мы паспорт на него не делаем. Но если хоть чуть-чуть там пятнышко, фоксинги, если заломы какие-то, то обязательно описываем. Самое главное, что этот паспорт сохранности дает, он потом дает анализ фонда, насколько он хорош, насколько нужно работать, какая информация, то есть какая реставрация нужна, библиотечная или уже нужна серьезная реставрация. Скажу, дальше мы пошли, потом этот паспорт сохранности делаем и на книге. То есть толчок был от листового материала, но оказалось очень полезно и на книге. Те методические документы, которые опирались, это, естественно, те, которые мы все знаем, это российские правила каталогизации, но там, конечно, хорошо отработан плакат, это естественно, потому что фонд Российской государственной библиотеки, и они хорошо работают, и поэтому прекрасно знают этот документ, но какие-то принципы взяли описание и работы с таким документом, но уже взяли и на себя, что должно быть. В нашей библиотеке, кстати, разработано было на тот момент 2 методических документа. Это предметные рубрики для Российской государственной библиотеки искусств. Кстати, я вот положила информацию в нашем семинаре, который будет в конце октября, как раз по предметизации документов по искусству и систематизации. Мы приглашаем разработчика из НИЦ 8-го нашего выпуска по искусству, который будет нам острые и какие-то узкие моменты вот расскажет. Поэтому приглашаем. К сожалению, скажу, семинар платный. Необходимым структурным элементом каждой базы данных является массив библиографических записей.
И в форматах Росмарк предусмотрены варианты описания для различных видов изодокументов. И с помощью нашего отдела IT-технологий мы на каждый документ, как сказала Елена Георгиевна, разработали каждый документ, это каждый рабочий лист, то есть на гравюры, на уникальную графику. Это был один из самых наших последних документов, который уже вошел в нашу базу данных. Вот фотография. Мы заменяем эквивалент из-за материала, которые рекомендованы российскими правилами каталогизации, все-таки на сам документ, то есть рабочий лист у нас называется по тому документу, с которым мы работаем, а вся база данных называется изоматериалы. Потому что в некоторых моментах все это вместе, и очень трудно вытащить тот документ, который вам необходим. Поэтому мы как учитываем, так и работаем отдельно с каждым документом. У каждого есть свой хранитель, у каждого есть свой специалист, который работает с этим документом в электронном виде. Методика описание листовых изданий учитывает, что значительная их часть является редкими и ценными. И они являются изданием музейного уровня. Вот тут вот, может быть, не книжный памятник, но все-таки это бывает, если это гравюра, то вы сами понимаете ценность ее, даже если это гравюра не 17 века. Ну, а открытка, антикварная открытка, как говорят они, золотой век, это 1900-1910 год, то есть после того, как революция пришла вот на этот золотой век, вот это все-таки антикварная открытка, к ней немножко другое отношение, поэтому практически вот это нужно обязательно писать, чтобы это было вторая позиция, чтобы она не бралась больше в руки. То есть этот второй момент сохранности. Вы описали, изображение прикрепили. И тому, кому не нужен сам документ как документ, можно и вот так визуальную информацию дать через электронный каталог. Потому что там иконка маленького видели, но если кликнуть, она на весь экран, то есть документ хорошо, прекрасно виден. Схема научного описания визуальных документов, с одной стороны, базируется на требованиях российских правил каталогизации, а с других – на музейных принципах описания печатной графики и фотодокументов. Таким образом, библиографический формат в машиночитаемой форме содержит ряд элементов, правил, связей, не предусмотренных стандартами правил составления библиографического описания на книге, а он все-таки значительно расширяет возможность идентификации и поиска визуальных документов. Изобразительные материалы имеют свою специфику, свои особенности, которые отличают их от текстовых изданий, и поэтому это необходимо учитывать при создании библиографического описания. И прежде всего это все-таки визуальный характер, особенность материальной конструкции, издательского оформления, варианты изданий, обусловлены состоянием печатной формы. Это если говорю о гравюре, да, потому что все-таки там есть свои очень специфические моменты, которые надо знать гравюры, поэтому вы все это прекрасно отличите. Особенностью листовых изодокументов является отсутствие элементов, на которых помещены выходные сведения, которые присущи книге, другим документам. Нет титульного листа, шмуть титула, авантитула, а выходные сведения размещаются на лицевой стороне или оборотной стороне изодокумента, но чаще всего это все-таки, когда это тиражная информация, на фотографии вы этого не найдете. Главным источником информации при описании является из документа в целом. Все его элементы, содержащие выходные и другие необходимые для составления библиографического описания сведения, полиграфические, рукописные, на лицевой или оборотной стороне листа, факсимиле автографов и монограмм, сведения, помещенные на этикетке, наклейке, сопроводительном материале. Информация о выходных сведениях может размещаться в подписях к изображению на оборотной стороне листа на этикетке сопроводительном материале. Но при значении чтения сведения, которые приведены типографским или иным способом, предпочтение дается все-таки печатному тексту. То есть это вы берете на описание. А то, что в рукописном текстом, обычно бывшие владельцы очень любят там подправлять, писать с той позиции, которую они считают нужным. Это все-таки вы не пишете, ну, мы не берем, так скажем, мы не берем. И при нашем таких вот обучающих семинарах мы говорим, все-таки давайте писать то, что написано на открытке, на гравюре. А все такие сведения мы говорим обязательно в примечаниях. И рукописные пометы, сделанные бывшими владельцами, оговариваются в примечаниях об особенностях документов. Но если говорим мы о формате Росмарка, практически, наверное, вы все работаете в форматах, потому что программа у нас разная, но формат один, поэтому это примечание об особенности экземпляра, да, это 316 поле или 317, какое вы приняли решение.
Но зачастую при работе с листовым материалом мы работаем со справочным материалом, потому что иногда бывает у нас лист, который отвечает на вопросы, кто, где, за что и почему. Лежит, вы ничего не знаете. Честно говоря, когда вот на все вопросы вы отвечаете, получаете большое удовольствие, что вы атрибутировали практически, иногда и автора даже, потому что и где это создан фотоснимок, да, найдете в справочной литературе. Даже не говоря о гравюре, может быть, и фотографии. Мы очень изучали одну фотографию, и там по признакам, вот булыжная мостовая, значит, это уже не деревня, а городок. То есть даже фотографии, которые неизвестно, кто сфотографировал, неизвестно когда, можно приблизительно как-то ее идентифицировать. Ну, у нас вот схема научного писания вот состоит из таких позиций, которые, то есть это все то, что необходимо, чтобы создать то, библиографическую запись на документ, чтобы идентифицировать его, даже без, скажем так, самой картинки, потому что вот это вот есть два описания, два поля, я сейчас скажу про них, которые вот пока не было у нас, мы все-таки через примечания, потому что при описании листового материала как раз все примечания, которые предусмотрены Росмарком, они здесь работают. Также у нас есть обязательно, мы библиотека по искусству, мы театральная библиотека, мы специальные. Поэтому у нас чаще всего запрос тематический. Поэтому как раз вот этот вот блок содержательный всех примечаний предметных рубрик у нас это отработано. Единственное отличие с предметизацией, которые у нас предусмотрены в библиотеке на документы печатные, на книги, это очень конкретные рубрики, потому что таких рубрик, конечно, потом я их покажу, конечно, таких рубрик очень конкретных у нас не будет на книге. Но сведения об ответственности обязательно, это художник, гравер, литограф. Чаще всего он, конечно, указан, потому что это, я говорю о гравюре. Иногда на открытке может указываться фотограф по фотографии, да, по художнику. Печатники – это опять гравюра. Фотографами сложнее. Мы принимали решение, потому что чаще всего указана фотография как организация. Поэтому ставите ее как отдельный тот же Шерер Напгольц, да? Кто из них фотографировал документ, непонятно, Мэй то же самое. Да? Если мы найдем, что именно Мэй это фотографировал, но это еще углубляется. Поймите сами, на создание библиографического описания на листовой материал очень много времени уходит. Мы с вами тогда ни в какую норму не уложимся. У нас все-таки норма, мы государственное учреждение. Поэтому так глубоко, может быть, мы и не копаем, но все-таки вот эту вот организацию, как коллективный автор, мы укажем. Но как отдельного автора за косой чертой мы не укажем, потому что мы не знаем, кто из этой организации эту фотографию сделал. Но мы не говорим уже о Дмитриеве, Корякине, да, вот тех людей, которые мы знаем, что это их фотография, ну или Сокорнов. Так, техника печати чаще всего берем из издания, потому что написано издание типа литографии, поэтому понятно, что это литография. Или фототипия, понятно, что это фототипия. Конечно, очень сложно, но когда работаешь с документом, тогда уже как-то насматриваешь, ты уже понимаешь, что это фотооткрытка, это гравюра, это литография, потому что открытка вмещает в себя все техники, которые появляются. Они берут техники, и там, то есть там игрались по-разному. И поэтому открытка, так как она тиражная, так как она была более-менее доступной, она, конечно, в разной технике производилась. Если говорить об издательстве, то вы сами знаете лучше меня, что в каждой аптеке или канцелярском магазине могли издавать вот эту вот открыточку. Но мы для себя приняли решение, что в месте публикации, если вы помните, это 210-е поле, да, мы пишем так, как на открытке. Если, к счастью, благодаря вам в интернете я нахожу, так скажем, когда было создано это издательство, где, на какой улице находилось, то мы это пишем обязательно в поле «Коллективный автор», 712-е поле. Помните, там есть сам
сама организация, и есть даже место в подполе, в это предполагается, что мы даже можем место написать. И даже если эта организация переезжала, там обязательно фотографии, например, в Кисловодске или в Пятигорске, она в 2 местах была, то мы берем обе. И вот это вот как раз, так скажем, время жизни, существования вот этой вот фотографии, она как раз и определяет, сокращает год издания открытки, потому что очень редко на открытке, как вы помните, есть год издания. С фотографиями еще хлеще. Если мы хотя бы по костюму очень приблизительно можем установить, какой год издания, потому что век фотографии сложный, он с 30-х годов, 40-х годов 19 века, и сократить этот поиск сложнее чем, потому что чем беднее человек, он может бабушкино платье одеть, бабушкино платье середины 19 века, она будет в конце сфотографирована. Поэтому художник по костюму вам здесь поможет. И он поможет вам не только в технике, но и как-то сократить вот год издания этой фотографии. Так, что у меня там дальше? Вот как раз примеры тех рубрик, которые мы вот можем позволить себе при создании на листовой материал, а не на книгу. Эти темы, которые спрашиваются, и мы позволяем их брать, потому что труд и быт спрашивается, костюм спрашивается. Ну, а вот это вот не сохранившееся здание содержания, это обязательно. Вы сами прекрасно знаете, у вас такой рубрики может быть очень часто быть, потому что даже если делать экскурсию по улице какой-то, то вы пишете. Не сохранилось, не сохранилось. Я даже вот гостиницу «Москва» теперь могу написать, что это не сохранившееся здание сооружения, если у меня открытка 20 века, потому что сейчас стоит совершенно другое здание. Да, да. Все так. Что? А почему Брянск туда не попал? И там тоже есть. И Крым я напишу. В коллекцию у нас, извините, я писала более чем всю Россию. Я была несколько лет только в России. У нас коллекция большая. И не только Москва, сейчас Санкт-Петербург. Я с ужасом пришла в Петербург. Думаю, сколько лет я буду Петербург описывать. У нас вся Россия. Мало, потому что антикварная открытка стоит дорого. Вот даже когда мы с Еленой Георгиевной куда-то едем, открытка стоит 1000 и не меньше. А сюжет такой, который вот мы покупаем, если его невозможно не купить, потому что да, антикварные. А если брать сюжеты современные, то очень интересно тоже исследование. Брать комплекты советские и брать комплекты сегодняшние дни. Разные издания фотографируются. Это тоже вот кто-то исследовал. Очень интересно. А не сохранившись-то, я, к сожалению, говорю. Когда нет памятника, ну... И, конечно, если есть конкретный памятник архитектурный, то, например, улица, да, то обязательно мы на него даем рубрику. Так. Помогите. Вот. Уехал. Ладно. Вот почему я показала эти две открытки. Как раз вот я говорю о том, что при описании листового материала есть обязательные примечания. Вот 327 поле, ну я уж, извините, буду говорить полями, оперировать полями Росмарка, это поле примечаний говорит, которое о содержании. Это поле словесное описание того, что мы видим. Вот если вы не будете всматриваться, то практически это одна и та же фотография. Но посмотрите внимательно, это немножко разные ракурсы. И поэтому это, естественно, две разные фотографии. А вот описание, название, так скажем, этой фотографии будет одно и то же – загородный дом. Но появляется ламбрикен, значит, мы можем его добавить. Значит, даже без вот этого изображения, если мы напишем с вами вот это вот описание документа, то уже можно отличить, что это два разных документа. И вы тогда читателю не выдадите тот, который ему не нужен. Второе обязательное поле, но не всегда мы его используем, это когда необходимо дать справочную информацию о том изображении, которое у нас в руках. То есть памятник был построен тем-то,
Ну, конечно, если не говорить о том совсем известных, но если я, честно говоря, региональный памятник нахожу, да, нахожу какой архитектор, нахожу, что это в таком-то году уничтожено или перестроено, вот в этом плане тогда, в этом случае тогда мы обязательно сделаем такую справочную информацию. Иногда в этом поле мы какую-то кратенькую информацию о лице, да, которое изображено, то есть кто. Да. То есть это, в принципе, я говорю, вот эта информация, даже если нет изображения, она вам даст всю информацию о вашем документе. В нашем случае с вами работает еще атрибуция. Иногда у нас есть документы, которые нужно атрибутировать по всем позициям. Ну, я здесь взяла события и сооружения, потому что все-таки это тоже будут спрашиваться, поэтому очень страшно, когда видишь свой город вот в таком виде. Это наводнение в Москве в 26 году, когда даже эвакуируются люди. И обязательно мы это берем, описываем, делаем предметные рубрики. Это все можно найти. Поэтому такие вот пугалки я вам дала. Вот это ураган был в Подмосковье тоже. Как-то немножко страшновато. А это я взяла, потому что это Большая Дмитровка. И это у нас работает специалист по военному костюму, поэтому он все это знает. И он говорит, это пожарный. Мы стали с ним смотреть. Скорее всего, да, вот такой момент запечатлел фотограф на нашей улице, на Большой Дмитровке. Вот не сохранившиеся. Причем вот это вот внизу, это летний театр. Сгорел он всего в 1970 году, дожил, практически ему лет 80, потому что построен он в начале 20 века. Роскошные здания по разным причинам уничтожены. Не только культовые сооружения, но вот такие вот роскошные совершенно. А вот это вот интересная открытка. Почему? Это фотооткрытка. На оборотной стороне было написано «Ярославская архитектура». Где Ярославль? Точно не она, да? Я тоже засомневалась, так как работаешь в библиотеке искусств, ты очень много насматриваешься, но не может быть ярославской архитектуры. И мы стали смотреть в интернете. И самое главное, интернет иногда врет, но иногда и выдает то, что нужно. Выдал. Почему не могли найти? Потому что это не сохранилось. Поэтому и найти его, даже гуляя по Суздалю, не узнаешь. Но это Суздаль. Даже нашли, какой собор. То есть вот, слава Богу. Видите, со многими вообще оборотная сторона была пустая. Поэтому нашли, что за документ. Роскошный собор. А это петербуржцы. Вот посмотрите, что было написано на открытке. Я поверила. Я не знаю, что там зоологический музей. Хотела найти архитектора. И не поверила своим глазам. Вот как выглядит. Да, а это особняк Кшесинской был. А это уже мост. Почему стоит восклицательный знак? Наверное, вы не каталогизаторы, наверное, не знаем, потому что ошибочные названия. По правилам, российских правил каталогизации, если ошибочные названия, пишем так, как написано, но восклицательный знак, а потом уже даем правильное название. Опять же, несколько было открыток, поэтому глазам своим не поверила. Обязательно говорим, что названия ошибочные, и пишем правильные. Потому что от того, как вы правильно атрибутируете документ, все пойдет. И архитектор, и стиль здания, и время создания, потому что мосты могли по-разному быть. Александровский мост. Вот такой мост, оказывается, он разрушен, тоже не сохранился. А это, честно говоря, мне подсказали. Очень полезно общаться с коллекционерами. Сказали, не Остоженко, а Причистенко.
авторы тоже, да? Открытка. И видно, что не видовая открытка, не художественная, а гравюра. Авторы, как видите, издатели не удосужились. То есть даже в дореволюционное время к авторам относились, так скажем, прохладно. Но что ищет там, как говорится, тот найдет. В это время проходила выставка Рокотова в Третьяковской галерее. И там антураж такой создали Москву XVIII века. И там висит гравюра. Думаю, моя. Но опираться на то, что там висит гравюра, не имею права. Но мы получили каталог, поэтому я могла сказать, что это автор гравюры Кампарези, Франческо. То есть работа товарищей, которые работают с документом, идет всегда, даже на выставках. Сокарнов издали. Как вы знаете, судьба многих фотографов, конечно, трагична была, да, после 1917 года. Точно так же его национализировали. Весь его негативный архив забрали. И поэтому, наверное, не сочли нужным, что можно издавать с именем фотографа. Но у нас, опять же, есть фотоальбом. И я нашла, что именно эта фотография сделана именно этим фотографом. Одним из лучших фотографов Крыма. Спасибо за внимание. Как чертик из коробочки, но вопрос все равно есть. Скажите, пожалуйста, когда вы описываете, я не увидела, может быть, это просто... Я не увидела. Когда вы описываете неопубликованные гравюры, уникальные предметы, пользуетесь ли вы форматом описания архивных документов, который разработан президентской библиотекой? Вам он не нравится? Мы вместе работали с этим документом. Так. Да. Мы работаем с 2007 года, а формат когда готов? Поэтому мы задолго до президентской библиотеки работаем с гравюрным материалом. И вы, собственно, он совпадает, да, вот с этим форматом? Конечно. Мы вместе и очень плотно работаем с президентской библиотекой. С документами они наши методички используют. Ну тогда, коллеги, не забудьте сами заглянуть на сайт президентской библиотеки, там методические материалы, найдите этот формат и посмотрите, как роскошно он помогает описывать грамотно уникальные предметы со всеми вопросами ограничения доступа, с чем угодно. Уникальные предметы, коллекции, подборки, выставки, фонды на всех уровнях. Ну, тем более так, да? задачи показать вам гравюру у меня не было. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Знаете, мне вспомнилось, Ираклий Андроников отдыхает, потому что библиотекарь, библиограф, исследователь. Сегодня просто мастер-класс. Я хочу сказать и напомнить, вот сейчас мои коллеги из Калининградской областной научной библиотеки прислали фотографию, сидят перед Большой плазой, смотрят наш семинар, именно ваши сейчас доклады, комментарии. Вот. Огромное спасибо за сегодняшнее участие в нашей конференции. Нет, вот вопрос был. Вот. Держись. У меня не вопрос. Мне очень понравилось все, что вы рассказывали. Я сам иногда такими вещами занимаюсь, волей-неволей, правда, неважно. Я по поводу Благовещенского моста. Думаю, почему перепутали название, потому что он некоторое время назывался Николаевским. А Николаевский, Александровский в российских реалиях того времени это масло масляное, это путали все. Нет, я не думаю, что так это было, потому что два моста совершенно разные были. Еще вопросы есть? Тогда я передаю микрофон Галине Павловне для объявления. Спасибо. Мы утреннее заседание закончили. Антон, выключи, пожалуйста.